в полную легком весе. И первый, в синий угол клетки, добро пожаловать, боец из Республики Дагестан, Георгий Шахрурамзанов! Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Георгий Шахрурамзанов против Али Дикаева. Первым появляется Георгий. 25 лет этому спортсмену. Рост его 174 сантиметра. Салом алейкум, бачо. Фаридун Удилов, Терминатор. Основной карда по фикрам баромад мекнает. Не должен был участвовать в этом поединке, потому что с Али Дикаевым должен был биться Халида Сельтаров, но он снялся с боя. Свой дебют Георгия Шахрурамзанова состоялся в 2017 году. Дрался он на таком турнире, как Top Fight Grand Prix. Провел один поединок на турнире GFC. Победил Абратманда Чупонова. Свой последний поединок он провел в сентябре 2019 года, то есть довольно долгий простой. Также он дрался на турнире Коконат ММА. Это, кстати, я прочитал, если я все правильно понял, то это новый клуб ММА, который открылся в Хасавюрте. И также он проводит такие свои турниры. И причем, опять же, когда открывали зал, говорили о том, что он будет реально конкурентоспособен и очень крутой. Соответственно, да, еще раз подчеркиваю, да, Коконат, Лига Коконат ММА, это лига, которая базируется, ее штаб-квартира базируется в Хасавюрте. Рекорд Георгия Шахрурамзанова 9-0. То есть 9 боев и 9 побед. Красный добро пожаловать, боец из Чеченской Республики. Встречайте! Там и вахте музыка, жда звука, короче, посмотрим, что авторский правильно. Бачо вақти музыка меша пас мекунемша барои ки авторские права метона биқапа агар биқапа яке паходу баланд мекунем. Дикаев только таких парнях, как Рамазан Тишев и Жарослав Шабанов. Последний, кстати, нанес просто молниеносное поражение Али, так как он уже на 13 секунде отправил Дикаева в Мирнов прямым ударом в голову. Дикаев, hangi treneri manej da az Dikaev meguftan trener pa vojne varge. Студенческих голосов над Мавлетом Амировым в октябре прошлого года. Итого 10 побед, 3 поражения, 3 победы нокаутом и 4 победы приемами. Все поражения при этом нокаутом. Одним словом, очень интересное противостояние, как всегда. Когда пересекаются дагестанские и чеченские бойцы, летят искры. Дать слово Александру Загорскому. Представляю вам соперника первого бойца в синем углу. Ему 25 лет, рост 174 сантиметра, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед без единого
поражение, представляющий клуб Fighting Eagles из Хасавюрта, Республика Дагестан, фото Георгий Шахруррамбасонов. Фото его соперник в красном углу, бойцу 31 год, рост 170 сантиметров, вес 66,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 10 побед, 3 поражения. И он представляет бойцовский клуб «Ахмат» из Красного Чеченская Республика. Фото Али Дикаев. Рефери Вячеслав Киселев. Угла. Итак, дорогие друзья, Вячеслав Киселев, рефери в клетке. Ну, статистику вы сами все видите. То есть нас с вами ожидает очень-очень интересный поединок. И по эмоциям, и, конечно же, по уровню, по спортивной его составляющей. Да, непобежденный Георгий, он на 4 сантиметра повыше. Против Али Дикаева. Лоу-кик Али начинает свои атаки. И здесь было попадание в глаз. Нет, что-то в глаз попало, по-моему. Или это сделал Георгий Шахрур Рамазанов. Честно говоря, я не увидел, потому что он спиной стоял. Ну что же там могло попасть? А смотрим. Вот движение, да, движение пальцем в глаз, да. Это совершенно очевидно. И здесь же мощное начало. По корпусу отрабатывает Али Дикаев, разрыв дистанции. Жестко. С правой руки сейчас несколько ударов нанес. Показывает всем своим видом свой настрой. Чувствуется взрыв, да? И у того, и другого. Да, парни заряжены, парни нацелены. Подбирается поближе Дикаев. Много работы левой рукой, борьба не получается. Георгий попытался исполнить такой левый на скачке. Вот здесь так подныривает вот соперника Али Дикаев. И Шахрур Рамазанов здорово атаковал снизу, клинч. Борьба за позицию. Вновь по туловищу отрабатывает и отвечает, кстати, ударом с колена по корпусу Георгий. Но очень важный момент. Не получается ни у того, ни у другого ничего. Разрыв дистанции очередной. Да. Очень хорошо контролируют действия друг друга парни. То есть в целом, как мы и обещали, это очень равный и очень интересный поединок. Была замена. Да, удар с разворота. Причем колено исполнял через спин. Показал вниз и тут же выпрыгнул наверх. С явным намерением пробить голову. Да, могло бы все закончиться, как в бою на Свидорязке. Попадает в правой руке. Причем опять через спин, через туловище работал здесь Шахрур Рамазанов и работа в клинче на ближней дистанции. Очень креативно действует Георгий. Постоянно удивляет. Да, начинает он теснить соперника. Такое ощущение, что немного подмял он Али Дикаева. То есть я не говорю о том, что Али потерял уверенность, да, но он немного задумался, что делать. Хороший удар на коротке на выходе от Дикаева. Попытка зайти в борьбу не получается у Али навязывать ту самую борьбу в первом раунде, до конца которого остается на 2,5 минуты, чуть больше. Да, очевидно, что Георгий Шахрур Рамазанов прихватил инициативу сейчас, равно как и соперника. И пока отпускать ее не собирается. Да, сам разрывает клинч, и бой продолжается на дальней дистанции. Да, и в стойке интереснее по-прежнему выглядит Шахрур Рамазанов. Возможно, Али Дикаев сейчас немного перестроится. Да, ему надо что-то менять сейчас, потому что действительно Георгий выглядит очень вариативно, очень опасно. Вот здесь неплохая серия, тут же колено мощнейшее в исполнении Георгия. Блистательно! Вот это победа Георгия! Десятая юбилейная победа Георгия! И какая победа! Сразу вспомнился нокаут Ахмед Алиев против Магомеда Сагидалибекова. Очень похоже, прям вот совсем, да, с одного, это прямой нокаут, ударом с разворота. Просто браво, Георгий! Четвертое поражение держит в карьере Али Дикаев, да какое сокрушительное, причем все поражения нокаутом. И сегодня также досрочно проиграл, ну каков Георгий, смотрим еще раз. Да, очень круто, мастерски исполнил, мощнейшее колено туловища, почувствовал удар на себе и тут же, кстати, по технике очень
Ахмеда Алиева. Вот тот самый удар, который он наносил. А по падению похоже, как падал Лебогудинов в бою с Тайсоном Немом. Помнили все удары? Ну, и с разворота и не только. Просто нокаут, удар с разворота — это штучный товар, да, и они так просто не забываются. И, конечно, мы помним. В прошлом году Магомед Бибулатов Родриго Прая просто снес на первой минуте. Да, фантастический нокаут, конечно, Георгий Шахор Рамазанов, и вот это сальто победоносное, блестящее, просто блестящее. Ну что ж, у нас уже есть заявки на лучший нокаут вечера. Прям думаете, что вряд ли это что-то переведет. А посмотрим. Да, впереди еще много поединков, но и отличный сабмишн. Бонплю уже также был сегодня проведен на турнире Eagles FC33. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 53 секунды первого раунда. Победу нокаутом одержал и остается неставящим поражений Георгий Шахрор Рамазанов! Браво! Браво, Георгий! Шахрор Рамазанов! Это было впечатляюще. Аплодисменты его сопернику Али Тикаеву. Саид Паша. Самая быстрая регистрация теперь в Фонбет. Установи приложение. Заполни форму. Теперь ты в клубе победителей Фонбет. Получи повышенный бонус до 15 тысяч рублей. Ставки в Фонбет – это просто. Пропустить не нужно, оставить главное. Пропустить темноту. Пропустить рутину Пропустить обычное. и сложное. Оставить главное. Новый Volkswagen Tiguan. Не пропусти главное. Volkswagen. Самая быстрая регистрация. Короткая теперь в реклама, Фонбет. Бачузи. Установи приложение. Дальше Заполни форму. Мирова Теперь ты Боя в клубе пише. победителей Фонбет. Получи повышенный бонус до 15 тысяч рублей. Ставки в Фонбет – это просто. Спонсор трансляции – букмекерская компания «Фонбет». Дамы и господа, в Москве становится все жарче и жарче. И Игорь Овси представляет вам трехраундовый бой в полулегком весе. В синий угол добро пожаловать боец из Казахстана Жасулан Акиншан! Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с верой в то, что следующие поединки... Музыкаш бо авторски права накапа. Ози музыкаш тавом шава балан мекунам.
24 года. Рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 5 побед при 2 поражениях, представляющий Орлан ММА Про Тим из Нур-Султана, Казахстан, Фотон Жасулан Акимжан. Его соперник в красном углу, бойцу 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 65,9 килограмма. В его активе 11 побед при 7 поражениях. Дамы и господа, из Пензы, Россия, приветствуйте, Олег Петеримов! Рефери поединка Максим Протасов. Очередной бой в полулегкой весовой категории на турнире Eagles FC 33. Итак, Казахстан против России. Олег Петеримов против Акимжана Жасулана. Смотрим. И тут же Олег выпускает удар с передней ноги в голову и хороший удар в икроножную мышцу в исполнении Олега. Видим, что Олег чуть повыше. Ну или, по крайней мере, Жасулан так собранно очень стоит. Пытается контролировать дистанцию. Боец из Казахстана. Поджимает Олег. Причем мы видим, да, не собирается выпускать. Раздергивает Олег Петеримов. Много работает левой ногой. Серьезная поддержка у Акимжана. Тут же он проводит тейкдаун. И вот здесь, смотрите, пытается контрить Олег, и почти получилось у него. Закрывает сверху в итоге Жасулан. Пытается провести Кимуру, не получается. В итоге боковой контроль уже в исполнении Акимжана. Стремительно развиваются события в этом поединке. Мы предполагаем, что здесь будет все довольно быстро. Возможно, все будет довольно быстро. Нет, будет стремительно, это точно. А вот насколько быстро, пока не очень понятно. Сохраняет боковой контроль. За карьеру очень много травм было у Олега Петеримова. И вот здесь уже в гарде идет работа. Закрывает гард Олег. Но к этому бою Олег полноценно готовился. Здесь без замен. Неплохой удар слева получается у Жасулана. Мощно. Пытается выбраться Петеримов, выводит таз. И в итоге в хавгарде оказывается Жасулан, дает шею. Старается провести удушающий прием Олег. Но не хватает контроля. Правую ногу сейчас будет освобождать Жасулан. Да, причем Олег не стал упорствовать, да, и тут же выпустил шею оппонента. Растягивает бойца Казахстана оппонента. Без ударов. И освобождает левую руку для нанесения мощного амплитудного удара Жасулан. Закрывает замок. Боец из синего угла. Очень плотно борется Акимжан. Да, пока что ничего не позволяет сделать он оппоненту, не позволяет как-то сконтрить, вылезти и вынужден терпеть Олег. Ждать своего момента или пытаться максимально завязать соперника. Да, но дальше не улучшает позицию Жасулан. Довольствуется малым. Да, пока что не ищет добра от добра. Зачем чинить то, что работает, набирает баллы. Пытается измотать оппонента, я думаю, этими действиями Жасулан Акимжан. Один раз Петеримов пытался выбраться, а потом, кажется, понял, что силы тратить не стоит. Вот сейчас еще одна попытка, в итоге гард закрывается. Отбросить не получается у Петеримова соперника. Здесь хорошо законтролировал вроде бы руку, но не получилось у Олега. Мощное попадание с правой руки от Жасулана. Но выдержал эту бомбу Олег. Насколько, правда, хватит выдержки, да, если такие будут прилетать. И попытка перейти на прием. Вот Петеримов поднимается, Жасулан будет с ударом заходить в следующий этап борьбы, скорее всего. И да, это происходит. Но удар не точный, боковой контроль. Да, очень легко обошел ноги соперника, туда залез с ударом, Жасулан Акимжан. О, здесь раз 5 и просто попался сейчас. Да. Олег Петеримов начинает лететь. Удар в голову. Максим Протасов в шаге, просто поставить это встречу. Но продолжает и бить и под руку.
корпусу. И просто боковые удары сыпать один за одним. Браво, Петерима. Молодец, да, выдержал эту бомбежку. И более того, пытается вывести соперника на Тимура сейчас и не отдает руку Жасулан. Нет, не получилось. Так или иначе, безусловно, эпизод забирает Акимжан, как, скорее всего, весь раунд, но в нем еще есть 45 секунд, что предложит бескомпромиссный Петеримов. И пошел вперед. Олег понимает, что сейчас нужно забирать концовку, да, но удар был на грани фола, скажем так. Извиняется, тем не менее, Олег. С разножки, неплохая атака. Но Олег был готов, не позволил по себе попасть. Лев боковой на скачке скорее обозначающий, нежели реальный удар. В эндшпиле Петеримов не форсирует события, пропускает джеб. Ну, нужно сейчас еще восстановиться после вот этой борьбы, для того, чтобы уже с новыми силами ринуться во второй раунд. Еще один лоу-кик. Супермен панч, и звучит сирена в окончании. Спортсмены после очень плодотворного первого раунда. Просто уму непостижимо. Начинаем следующий раунд. Неплохо. Вы посмотрите, как активно двигается Олег. Бой фаридин hazır şunu. Раздергивает Давай, весы, бачу, соперник раз ты в дальше хорошей серии. ходить, закрывай. Перекрывался наглухо просто Жасулан Акимжан, и благодаря этому ни одного удара, в общем-то, не пропустил. Супермен панч, тоже в продолжении, спереди бой на голову. По-прежнему разнообразно работает Петеримов. Стойки, в первую очередь. Здесь двойной атак с левой руки, но мимо. И просто убежал с линии огня сейчас Олег, и правильно сделал. Ищет левый снизу. Говорит Петеримов. Хорошо, ногу. Чем ответит Жасулан. Руслан неплохо перекрывается в лоу-киках. Ищет свой угол для атаки. Руслан. Aslan Klas, хорошо. Хорошо, очень неплохая серия от Олега. Изумрудно вышел из своей атаки, не позволил контрить. Вот за счет этого, кстати, Олег и может попытаться перестрелять соперника с дальней дистанции и с выходами из своих атак. Так, главное не потерять скорость. Кстати, начинается борьба. 3 минуты 43 секунды. Смотрим на секундомер. Начинается борьба. Гард закрыт. Дождался своего момента все-таки Жасулан. Понятно, что вот он принимал эти удары на себя, где-то даже показывал, что меня можно бить, и тут же какая-то микросекунда, полшага вперед, сокращение дистанции и борьба. И снова Жасулан оказывается сверху, и вот здесь уже выходит на оперативный простор. Да, минут с небольшим забрал Олег Петеримов во втором раунде. Но сейчас чувствуется, что способен Акимжан все это отыграть. По корпусу плотно. Нет, мне нравится пока выбраться Олегу. Опа, есть попадание сильное, достаточно плотное, с левой руки в исполнении казахского бойца, и продолжает он гнуть свою линию, продолжает бить со всей мощи. Вот опять же, мы много раз говорили, много где упоминали о выдержке Олега, и сейчас он пытается тащить руку на рычаг, но не получается, конечно. Да, приемы не получается проводить сегодня Петеримова. Несколько раз он заходил на Тимура. Сейчас рычаг локти пытался провести. И также чувствуется, что Акимжан настроен на досрочное завершение в этом бою. Не отбывает он, наверное, на стиле. Не просто контролирует, а все время заряжен.
Вот сейчас небольшая пауза. И тем не менее, с левой руки несколько ударов ну, выбрасывает. пауза такая, скажем, да, то есть вот здесь решил активизироваться. Вау. Мощнейший удар, но Нормально. в ринг попадает, да, в настил попадает, Расулана, правда, не всегда, и полон решимости Расулана Кимжан закончить все здесь и сейчас, максимально плотно, максимально жестко. И как еще держится Олег Петеримов, одному ему известно, конечно. Просто невероятно. Красавец, красавец, потрясающая выдержка, потрясающее терпение. Видно, что тяжело, видно, что не просто это все ему дается, но при всем при этом сохраняет желание жить и бороться. Закрыл замок до поясницы. Ну, конечно, в таком сумасшедшем темпе в атаке работать просто невозможно. Больше минуты еще в этом раунде. По-прежнему выживает Олег. И хорошо контролирует сейчас бьющую правую руку соперника, прихватил кисть и может сам бить, да, можно использовать локти с осторожностью, конечно, чтобы не ударить в затылок, но тем не менее. А вот Коротко, но точно. со второй попытки попал локтем, все-таки попадает, поднимается Олег и продолжает оказывать сопротивление, но удары очень плотно. И вы Плотно. знаете, один самопис, похоже, был в область затылка. Прямое попадание таким Жана. Поднимается Ростов-на-Дону, тут же Дальше, продолжается да. на бой. Дает кстати Солона оппоненту, бой продолжается в стойке, и 30 секунд еще рубиться здесь. Нет сил у Олега Петеримова, он застаивается. Ну это понятно, да, потому что очень серьезно измотан, и вот сейчас ему надо немножко потерпеть, дождаться, наверное, окончания раунда для того, чтобы уже в третьем попытаться что-то исполнить, ибо сейчас какие-то необдуманные действия, да, какие-то скоропостижные решения могут ему очень дорого обойтись. Последние секунды. Пока все. Музыку отключаем. Опа. Опа. Ах ты, базар. О! О! Давай, третий раунд. Казахстан, вперед! Поехали дальше, третий раунд. В любом случае, после полуторагодичного простоя Петеримов выглядит просто шикарно. Так, Кимжан выжидает. Аккуратно теснит и подавливает Петеримов. Жасулан просто ждет первой ошибки. Хорошая серия в исполнении Олега, но вот опять же, да, Расулан именно этим и занимался во втором раунде, когда он дал сопернику чуть-чуть поработать, почувствовать уверенность и просто на встречном движении его подловил и перевел. Я думаю, что здесь план будет примерно такой же, и как мне кажется, что Олег это тоже прекрасно понимает. Поэтому нужно работать сверхаккуратно. Фронт-кик от Расулана. Да, и вот здесь мы видим, что, в принципе, в момент своих ударов уже Олег Петеримов держит в голове потенциальный прием. Давай, Вот здесь еще не один получилось тейкдаун. скострить и просто накрывает соперника Расулан. Какие мысли сейчас пролетели в голове у Олега? Просто Известно только ему, контроль, тому но действительно контрприем не получился, тут же гард закрывается, он такой высокий получился. Да, и при этом еще и руки использует в замке для того, чтобы максимально
контролировать соперника, максимально обездвижить, но не получается. Сейчас пытается освободиться Кимжан. Да, таким небольшим слэмом хотел он вырвать руки из захвата и Полетели удары. не пошло. Олегу, но принимает. Нет, не принимает. Смотрите, как здорово уклоняется от ударов. Вот опять же, на грани пропасти. Да, Пытается перевести Кимуру опять же. Была защита в стиле Пэтсона Хендерсона у Олега Петеримова. да. Что за бой мы наблюдаем? А Бэмбо, кстати, был знаток выживаний. Да, то есть это человек, которого до определенного момента было просто не сломать. Ну и не зря же его называют плавный. Много пространства. За спиной оказывается Кимжан. Можно бить, можно бить. И показывают угловые сейчас Жасулану Кимжану, что можно работать под руку. Нет, просто выходит. Кимура в 4-й раз в этом бою. Больно Олегу Петеримову, но он неумолим. Неумолим, кстати, и Максим Протасов, который зычным голосом говорит о том, что необходимо сохранять активность. И пытается все-таки забрать руку, нет, не получается. Тут же за спину, очень быстро выходит Кимжан, перекрывается вновь Петеримов, пропускает удары. И пытается со спины локтем работать в голову Олег Петеримов, да, вот насколько, конечно, по-хорошему живуч Олег Петеримов, насколько он неубиваем, насколько он крепок. Потому что многие на его месте уже бы давным-давно получили бы те самые удары и отправились за гонораром. Жасулан предпочитает работать по-прежнему правой рукой. И поднимаются бойцы. 2 минуты еще есть в этом бою. Неплохой удар справа в исполнении Олега. А ведь времени достаточно еще на самом деле. То есть, в принципе, если у Олега хватит сил и бензина, то в стойке он может попробовать перебить, перестрелять оппонента, если не допустит опять тех ошибок, которые были, когда его переводили на пол. Да, Олегу, безусловно, нужно включаться на все 100. Олегу рисковать. Там сильно кровотечение, колено выбрасывает в прыжке Петеримов. Причем такой разбег очень серьезный взял Олег Петеримов и выпустил этот удар. Болтает От он. каждого, да, попадания уже болтает Олега. Да и от его собственных ударов уже Олег болтает. И здесь и снова забирает спину Жасулана Кимжан и работает очень мощно, плотно, но перекрывается пока Олег. Пока перекрывается кисти оппонента. Просто невероятно. В какой сумасшедшей форме находится Олег Петеримов. Пропуская такие жесткие удары, он остается в сознании. Алексей, мы сегодня увидели потенциальный нокаут вечера, сабмишн вечера, и видим потенциальные приз зрительских симпатий за волю к победе. Потому что такие побои выдерживать и такой характер проявлять, это, конечно, немногим дано. Контроль со спины от Жасулана. 25 секунд. Да, если бой дойдет до решения, конечно же, симпатии судей будут на стороне бойца из Казахстана. В этом нет ничего удивительного. Стойка есть туда руки? А что случилось? Это просто. Поднимаются спортсмены, продолжается встреча. Хайкик выбрасывает из ловушки. Ножик по футбольному мячу в стиле Златана Ибрагимовича, когда замогут сойти черный пояс под команду. Ну что ж, завершается поединок. Большое спасибо Олегу Петеримову за это терпение, за это мужество, за ту выдержку, которую он нам показал. Музыку отключаем. Давайте уже Терминатор, а? Фаридун Удилов. Не суперчемпионом. Ты можешь проигрывать бои. Промах. Как любовь к своему делу, как бескомпромиссность в ринге. Воздух за... О, ножницы. И у вас футбольный, да? Ты готов умереть. Ты в ринге, в клетке, неважно где. Ты показываешь жесткие, интересные бои, но тебя любят, и ты становишься легендой далека. Пусть ты и не был суперчемпионом. Господа,
По завершении трехраундового боя и единогласным решением судей победу одержал Шасулан Акинша! Да, Жасулан Акинжан побеждает. Я думаю, что здесь вопросов нет никаких. Но еще раз мы говорим большое спасибо Олегу Петеримову за этот бой. Короткая реклама. Дальше опять бои. Красава. Дамы и господа, мы продолжаем. И Галакси представляет вам трехраундовый бой в полусреднем весе. Синий угол. Добро пожаловать, боец из Казахстана. Исатай Темпира! Ну что ж, дорогие друзья, мы едем дальше. Весовая категория 77 килограммов. Это полусредний вес. Расул Мамаев против Исатая Темирова. И первым выходит... Полусредний вес, короче. Худилев. Подождем. Народ, сейчас звук дам. Авторские права, чтобы музыку не забанило. А давай выходи уже, че так долго?
добро пожаловать, боец! Из России встречайте Расул Мамфакет! Ага, жесткий бой мешает. О, варях Таджикистан. این داگستان اسمی این کافکاز گفتیم Расул Мамаев. Ну, по-любому. Чечня или Дагестан. қазақ қатып кавказ Мощный бой между нами. Всем им Мамаев проиграл только лишь решениями. Кстати, несмотря на свою французскую базу, большинство досрочных побед добыты нокаутами, но исключительно техническими. Всего 9 побед, 3 поражения, 6 побед в нокаутах и 1 победа в приемах. Давай, отключайте музыку, а мы дадим звук. Первый бойца в синем углу. Ему 29 лет. Рост 182 сантиметра, вес 77,2 килограмма. В его активе 9 побед. 2 поражения в одной ничьей. Он представляет Орлановый против Исатрау, Казахстан. Приветствуйте! Исатай Темиров! Боец в красном углу жилетки. Ему 26 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 77,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед, 3 поражения. Дамы и господа, из Альметьевска, Россия! Вот он! Расул Мамфакет! Рыбий поединка Вячеслав Киселев. Итак, повторение весовая категория, то есть дивизион до 77 килограммов. Расул Мамаев против Исатая Темирова. Темиров в синем углу, Расул в красном. Смотрим. Так, уважительно поприветствовали друг друга и поехали. Хороший лоу-кик. Мы говорим в унисон, там лоу-кик был действительно хорош. Чувствуется преимущество в длине рук и ног. У Исатая и проход в борьбу, что неудивительно. От Мамаева удастся ли перевести. Пока хорошо защищается Кривов, защищался и просто слэмом таким опрокидывает соперника на канвас Расул, но Исатай вовремя поднимается, не собирается он оставаться в борьбе. Вот здесь хорошо контролирует кисти оппонента. Пытается заправить ногу. Да, очень опасно подал, нарастил Исатай. Попадает с левой руки, но не плотно Расул и продолжает вот так наносить удары. А Исатай, в свою очередь, ищет момент для того, чтобы развернуться, разорвать захват и выйти из этого положения. Пока не получается, весь корпус вкладывает Мамаев. Ногу не заводит. И по бедру. Да, можно здесь отрабатывать. Есть хорошая возможность для работы в клинче коленом у Расула, но мы видим, что работает с рукой оппонента и Исатай Темиров. Есть еще один перевод, как всегда красиво. И тут же пытается заправить ноги. Мамаев. Тратит силы Расул на старте этой встречи. Да, ну, наверное, уверен в своем бензобаке, в количестве бензина. И пытается ловко работать, кстати, со спины. Довольно эффективно это делает Исатай. Очень зряче, кстати, защищается представитель Казахстана. Да, соперник за спиной, но при всем при этом абсолютно без паники действует в обороне Исатай Темиров. Еще одного перевода не будет. Во всяком случае, пока. Здорово
Сейчас швыряет буквально на настил. Да, Амаль соперник. опять очень уверенно поднимается Исатай Тимиров, да, то есть он не позволяет себя контролировать внизу. И опять же спокойно, монотонно ищет момент для того, чтобы развернуться, провести какое-то контрдействие. А колено в бедро тем временем в исполнении Расула. И продолжает отрабатывать по ноге. Тоже достаточно болезненные удары, вполне ощутимые. Середина раунда и еще один перевод. Он был просто рекорд по тейкдауну. Но это, во-первых, да, с другой стороны, но это бросок, да, ну и что? Здесь же не дают баллы, здесь дают туше, да, то есть ты тратишь свои силы, соперник при этом раз за разом встает. Ну вот здесь зато здесь может И предпосылки к приему. да, потому что одна нога заправлена, но опять, посмотрите, просто выскальзывает из захвата оппонента Исатай Тимиров, и 2 минуты еще работать в первом раунде. Да, конечно, контроль на стороне Расула, но опять же, при этом Исатай здесь пытался закатить своего оппонента буквально на канвас. И разворачивается все-таки боец из Казахстана, вот теперь уже есть у него возможность как-то попытаться вылезти и отсюда. Здесь тоже бросок проводят. Вот так. Расул Он Мамаев. только развернулся, тут же Расул Мамаев его перевел. Гард закрывается. И вот здесь отрабатывает локтем в голову, кстати. Исатай Тимиров. По затылку нельзя бить. Нельзя, да, поэтому здесь нужно работать с определенной степенью осторожности, да, потому что если наносишь запрещенные удары, то, конечно, рефери тут же обратит на это внимание. Но при этом, если ты наносишь удары правильно, да, то ты можешь посечь соперника, как это делал Тони Фергюсон. Не знаю, каким бы был геймплан у Марифа Кираева. Возможно, он тоже был повал на борьбу в поединке. Ну да, у Марифа Исатай. очень сильная борьба, очень мощный спортсмен, поэтому я думаю, что да, также, наверное, работал бы. Замок закрыт на пояснице. И, вы знаете, активнее работает Тимиров снизу. Если плохо попадает с левой руки. И локоть левый вставляет жестко. Но опять же, пока Исатай не выказывает признаков того, что он поплыл, что он впал в состояние гроги. Нет, очень зрячее, все спокойно, да, какие-то удары пропускает, но опять же ничего. А вот здесь есть рассечение уже. Одним ударом буквально посек оппонента Расул. Да, но оно не очень глубокое, и фактически оно не мешает Исатаю. Действительно, выглядит он сверхуверен, даже пугающе уверенно. Как будто бы все в порядке вещей. Но раунд он проигрывает, причем проигрывает чистую. Совершенно верно, да, потому что контроль очень убедительный демонстрировал Расул Мамаев. Ничего, по сути, не дал сделать он сопернику. Но, с другой стороны, да, раунд проигран, но не проиграна война. بابا очко بگیردم خیلی پاس گفتم Тейкдауну, количество тейкдаунов. باید میزند سرم чуть-чуть Окей, aldı. Udarmış. Nормально, sakin. خپیدیم مال خپید Ben kapağı alamıyorum onu. Продолжается бой. Расул Мамаев против Исатая Тимирова. Хорошо, Турович тут же перехват атаки в исполнении Расула. Правый прямой, отлично. И тут же Мидл добавляет в область печени. Но начинается борьба. Вязкая, стремительная борьба от Расула. Бойцы не захватываем, напоминаю. Не работайте. Не удалось заправить ногу. Да, при этом мы видим, что Исатай Тимиров немножко хитрит в момент того, как он контролирует кисти соперника, то есть иногда он прихватывает перчатку и Вот соперника здесь за палец. повреждение уже в конструкции. Да, но не мудрено, такая активная борьба.
Слёв все очень быстро возвращает на место. И продолжается контроль со стороны Расула. Возможно, отсюда бросок. Разворачивается Сарай, но в прошлый раз до него это вернулось переводом, равно как и здесь. Очень аккуратно перевел Мамаев оппонента на настил. Ну что ж, также поднимется или нет, как в первом раунде Исатай. Здесь уже хорошо будет корпусом снизу попадает Расул. Еще одно попадание. Мощно работает Расул Мамаев, несколько хороших ударов, но вновь поднимается. Отпускает Расул соперника раз за разом. И есть опять перевод, да, просто как манекен швыряет иногда на канвас соперника Расул Мамаев, но опять же, при всем при этом Исатай Тимиров совершенно спокойно себя чувствует в этот момент. А вот здесь уже да. нет. А вот здесь заправлены ногами, и есть удары размягчающие, подготовительные, возможно, вот потенциальное удушение. Да, нужно бить. Абсолютно верные команды идут из угла Расула Мамаева. Необходимо наносить удары. И затем уже мы видим, что треугольник закрыт на туловище. Был закрыт, точнее, на туловище у Исатая. Нет, убрал все-таки правую ногу. Сейчас вернул ее на место. Есть возможность для нанесения ударов. Снизу под руку спокойно кидает удары Расул. Да, и надо бить, надо наносить удары, потому что позиция как раз благоволит буквально к этому. Да, нужно включаться. Расул Мамаеву есть шанс для того, чтобы завершить эту встречу досрочно. Но при всем при этом мы видим, что Исатай Тимиров продолжает сохранять относительное спокойствие, да, контролирует руки оппонента. Да, он принимает удары на себя, действительно это больно и неприятно, но не теряет присутствие духа и продолжает верить, продолжает защищаться. И разворот. Тут же зацеп и еще один тейкдаун. Просто как мешок с картошкой швырнул. Наносил сейчас Расул. Да, очень легко перевел, но здесь пытается за счет сетки даже Исатай что-то изменить. Хорошо отжимает голову соперника локтем. Расул можно бить, кстати, можно носить удар локтем, нет, предпочитает бить просто кулаком. Очень стойкий боец из Казахстана, Исатай Тимиров. Но сейчас уже экватор поединка позади. Нужно что-то уже экстренно менять. Тимирова. Локоть на городке. В цели посечь соперника от Мамаева. Вот так вот. Вышел на замену и полностью доминирует. Да, да. Там была попытка отключить руку со стороны Расула и вновь набирает спину и вновь стягивает соперника на канвас. Ну просто мучает в борьбе оппонента, истязает Расул Мамаев, ничего не позволяет сделать Исатаю Тимирову. Только защищаться, только терпеть и остается представителю Казахстана в этой незавидной ситуации. Но так ни разу не удалось забрать удушающий захват у Мамаева. Но опять же, Исатай хорошо защищается. Да, он грамотно обороняется. И прекрасно понимает, да, к чему идут все эти удары, к чему идет все это положение. И поэтому очень грамотно он опять же контролирует кисти оппонента. Вновь попытка развернуться рывком. Но доконтролировал оппонента опять Расул Мамаев. Очень чувствительный в борьбе Расул Мамаев. Еще один за шаг. Четкая борьба, постоянное, перманентное давление. И при этом нужно отметить очень неплохую готовность обоих спортсменов, потому что борьба плотно идет с каждой секундой, безостановочно, неостановимо. И при всем при этом оба сохраняют достаточную свежесть для подобного хода поединка. Последние секунды. Что ж, счет по раундам совершенно точно 2-0 в пользу Расула. Да. Что будет Тимиров делать в третьем? Ему надо будет форсировать, надо будет резко что-то менять. И самое главное, не допускать борьбы. Пока досрочно, или? Бойники. Казов досрочно, надо, наверное, нокаутировать. Так. Hayır, ne güç değil şunu çıkıyor. Сразу на капа tamam. Sağlam etsen. Я думаю, कि дастуй дару заехал. Алал да неплохо саркатку.
Нормальный век. Дальше дамlar дорож. Kapıda. Az boyun. Az boyun kapı. هم خبر دیگه نمیشه. Ay kapı mı kapı? Ay kapı mı kapı? Итак, третий заключительный раунд. Расумова против Исатая Тимирова. Очень уважительно и поехали. Держится на дистанции пока Расул и Медалкин от Исатая. Кстати, неплохо получилось по туловищу. Может быть, недостаточно жестко, но вполне себе точно. Руки уже тяжело держать Исатаю, высоко. Здесь неплохо стойки оба отрабатывают. И смотрите, как действует на челноке Исатай. Но вот здесь как этому можно противиться? Ну как этому можно сопротивляться? Феноменальные переводы от Расула Мамаева. Сегодня мы наблюдаем, причем они разные. Kaptan Даже da все идет к одному, чтобы просто прижать соперника максимально, да, вот опять же, это такая чистая такая фишка школы Абдулманафа, да, просто максимально придавить соперника к канвасу и там высасывать из него все соки. Отдал спину в очередной раз Исатай. И поднимается. Еще один тейкдаун. Ну, действительно, скорее всего, рекорд по этому техническому действию будет поставлен, Ну, если на этом турнире. Если кто-то, опять же, статистику ведет, да, но даже если не брать точное количество, то визуально совершенно очевидно, что Расул Мамаев сегодня выполнил норму за всех по тейкдауну, за все 13 боев. И думаете, что такой бой, безусловно, нравится Хабибу Нурмагомедову, который переводит также феноменально своих оппонентов. Но когда он придет, мы у него обязательно спросим. Habib вам любуша? Хавга. Корпус на голову. Переводит окно своих атак Мамаев. Попал по голове довольно неплохо. И продолжает. Вот сейчас, да, открывается простор для работы с правой руки у Расула Мамаева. Опять же, очень хорошо защищается все-таки, так или иначе, Исатай Тимиров. Да, он большую часть боя проводит на спине, в защите, в обороне, но при всем при этом это эффективная оборона, ибо он сохраняет способность сопротивляться. Ну, хороший диагональ, очень здорово крутит и добивается своего, улучшает позицию бэкмаунт. Уже вот Мамаева. Как видно, что сила все-таки не беспредельная. Да, вот Давай, это под конец. такая очень Я многозатратная гардан тактика шаги. для соперника. Расула Мамаева дает свои плоды здесь. Невозможно вот так вот защищаться постоянно, беспрестанно и при этом еще сохранять бодрый и свежесть. Очень здорово думает в борьбе Расул. Зашел в фулл-маунт, ноги сами начинают уже растягивать соперника в таком полуавтоматическом режиме. Немного не хватает, может быть, ударов. Есть попадание с левой руки, два подряд очень плотно заходят. И продолжает просто планомерно истязать соперника, набирать очки. Расул Мамаев, не угрожая никакими ни сабмишинами, да, не взрываясь такими прям супер жесткими атаками, которые были бы нацелены на нокаут. Просто планомерная, монотонная работа для достижения результата. А вот здесь, да, вот такой всплеск, который мы с вами увидели сейчас. Очень мощный локоть слева выбросил Мамаев. И продолжает просто измываться своим соперником. Но вот болельщикам не очень нравится то, что происходит в клетке. Но здесь много болельщиков у Исатая Тимирова. И это именно они негодуют. Да, Расула, понятно, это волнует в самой меньшей степени, потому что он просто следует плану на бой, и он делает то, что приносит ему результат. А это как раз вот эта тактика. Да, может быть, это не супер зрелищно, да, может быть, это не мега экстра ультра ярко, но это эффективно. Это работает. И гарантированно, да, через 40 секунд, если ничего не случится, его руку поднимет.
Да, это фирменный стиль Расула Мамаева, он переводит оппонентов, забивает их внизу, поэтому у него есть 6 побед с типическими нокаутами. Но сегодня просто, да, приз за стойкость нужно давать Темирову, и Олегу Теремову. Да, но все-таки Олег Петеримов большой урон на себя принял с точки зрения удара. Да, и опять же те повреждения, которые он получил, разбит нос, очень жестко у него был, да, и то есть, я думаю, что в этом смысле Олег заслуживает больше приза зрительских симпатий. А здесь получается уже не важно, какие будут оценки, 30-27 на всех студийских карточках или будет 30-26. Сути дела это уже не поменяет. Расул Мамаев просто отпахал все 15 минут в клетке и заслуженно должен одержать победу. Нам видишь, что как заразаться судейского вердикта. Шикарные переводы от Расула Мамаева. Вкус, абсолютно. Дальше, думаю, Фаридун Удилов, да? В завершении боя единогласным решением судей победу одержал Расул Поздравляем Расула Мамаева с трудовой заслуженной победой. Россия ответит. И аплодисменты его сопернику Исатаю Темирову. Дальше еще бои. Ребята, ждем Фаридуна Удилова. Давайте уже тяжелый вес, а? Только без рекламы. Нас ждут три очень захватывающих, интересных поединка, два из которых титульных. Этот вечер проведем с вами вместе мы, Мария Орзул и Дмитрий Шлейкер. Но Опа, естественно, не Хабиб мы тут. сейчас на первом плане, как бы нехорошо была Мария, особенно вот в этом костюме. Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC, звезда легенда у нас здесь. Второй день подряд, между прочим, в прямом эфире Матч ТВ. Хабиб является главой Eagle Fighting Championship. И прямо сейчас, Хабиб, мы бы хотели вот в тезисах, да, услышать, что для вас значит этот проект и какое прямо сейчас к нему вы имеете отношение. Приветствую всех. Хотел бы пожелать всем хорошего вечера. Ну, я имею прямое отношение к этой организации. Да, построить и строить. Почему? Потому что Кто-то звонит, не звоните, ребята, эфир пока что они рассмотрим, не потом но после того, поговорим. как они подерутся пару раз на Матч ТВ, и если эти бойцы будут продолжать выигрывать, я думаю, что как минимум у нас в стране эти бойцы станут звездами. И, А как максимум? ну, как максимум выйдут на мировой уровень. Хабиб, мы знаем, что мы договорились, что мы на «ты», так что мы уважаем, но мы друзья. Хабиб, ты говорил о том, что, точнее, мы знаем о том, что ты с Дэном Уайтом периодически встречаетесь, общаетесь. Будет ли он смотреть сегодняшний турнир? Ну, не знаю, потому что у нас разное время.
Ну, ты говорил ему про Ну, сегодняшний он в курсе, он в курсе. Ссылочку в WhatsAppчик Ну, там он же нет? подписан на меня в Инстаграме. Я думаю, что в Инстаграме он все видит. И я думаю, что как минимум пару боев, вот он, если даже не все бои, то нарезки он точно увидит. Говорили ли вы ему о том, что ты, ну, у меня вот, значит, свой промоушен, а есть классные ребята, приглядись, присмотрись, может быть, кто-то будет поступать в скором времени в UFC. Если да, то кто это? Да, на последнем турнире в Абу-Даби мы смотрели, вместе сидели на турнире, смотрели, он пару бойцов даже подписал на UFC, дал им контракт. Ну, с этого боя, я не знаю, если будут такие яркие, интересные поединки, особенно в титульных боях, где Малачиев, Сарьев, два непобежденных бойца дерутся, я думаю, победитель как минимум на один шаг окажется ближе, так скажем, в мировой двадцатке, в этом весовой категории. И Адилов Калинин. Адилов Калинин тоже очень интересный. Адилов, давай, выигрывай, и прямой путевка в UFC. Сергей Калинин чемпион в среднем весе. Это его будет первая защита титула. Придун Адилов чемпион в поясе, уже олимпийцы, который решил похудеть для того, чтобы отобрать пояс у Сергея Калинина. Все так? Да, в роли, так скажем, звезды На кого ставите? Ну, Ну, вы честно- знаете, ребята, ну, обоих, честно, ну, давайте ну, честно. Ну, честно, я думаю, что 50 на 50, но чуть-чуть перевешивает в сторону Адилова, потому что у него очень хороший... Ближе всего по рейтингу Хабиб Нурмагомедова к UFC. Да. Ну, к UFC я бы назвал бы, наверное, все-таки Руслана Сариева. Руслан По Сариев, Женеву из Казахстана. сейчас. Да, у пацана 12-0. Он очень хорошо идет, показывает зрелищные поединки. Он сейчас будет драться за пояс, за вакантный титул. И я думаю, что... в бою за пояс, но он сейчас хочет вернуться в титульную гонку, и ему предоставится возможность выступить против Грицутина. Грицутин, у него 9 побед подряд, молодой, перспективный, очень крепкий боец. Я думаю, что это самый такой интересный бой сегодня вечером для меня, это Грицутин Абаганов. И я думаю, вот после нашего эфира этот бой начнется. Именно из-за того, что Гаджи ваш друг. Не то чтобы Гаджи мой друг, но может быть тоже, не буду скрывать, но, Ну, понятно. и Грицутин достойный соперник, последние 9 боев он выиграл, идет на серии побед, 9 побед, так что я думаю, что это очень интригующий бой. Но видите, как интересно получается, Хабиб, И вы уже вышел одеваем в какой-то степени и менеджер, о чем мы с вами вчера говорили в прямом эфире Матч ТВ. Вы должны разделять бизнес и личность. Менеджер, который не получает деньги за это, да? Ну, на этом я не зарабатываю. Я Но помогаю, подождите, но вы сначала, потом же есть планы зарабатывать на этом? но не на менеджерской, так скажем, основе. Но А на чем? есть... На основе спортсмена, который в скором Я- времени вернется в UFC, Я огурцы продаю, у меня парники, огурцы, помидоры, я зарабатываю на этом. А вот то, что бойцы дерутся, я на этом не зарабатываю. Главное, чтобы у вас здесь овощи не были, в принципе, да, вот это самое важное. Это хочется точно. сказать. И, тем не менее, да, Мария, еще что-то хотел, да, у нас совсем немножко времени. Я хотела просто спросить по поводу Гаджира Баданова. Меня очень заинтересовал этот боец, тем более это друг, ну не друг, но хороший знакомый Хабиба. Близкий друг. Близкий друг. Хорошо, тогда я просто, мне кажется, мой вопрос абсолютно правомерен. Принимали ли вы участие в подготовке к бою? Конечно, мы с детства вместе тренируемся. Он принимал прямое участие к моей подготовке, где я готовился к раннему бою против Джастина Гетча. Он был моим основным спарринг-партнером. Так что мы всю жизнь вместе деремся, боремся. Такая подготовка длиной в лет 25, да? Ну, не 25, но около 20 можно. Ну, где-то 15-16 точно.
Хабиб, не можем не спросить. Вы вчера тоже интересное заявление дали в нашей программе. Сказали о том, что Дэна Уайт в ближайшее время расшифрует ваше послание. Появится какая-то определенность. Вы сами этой определенности ждете. Он как-то отреагировал на вас, на ваш месседж? Вот Не то, что я вот что хотел вчера этим сказать, просто не так, наверное, меня неправильно Расшифруйте, да. Я просто хотел, это общение между мной и Даной. Я просто, как будет как минимум неправильно рассказывать вам то, что происходит в общении между нами, да. Но я думаю, что он скоро вернется, потому что я ему отправил то сообщение, которое, мне не нравится, что дивизион застаивает. Я хочу, чтобы дивизион двигался, чтобы ребята дрались за пояс, выявлялись претенденты, потому что, как бы я уже, отошел от дела. Оставьте меня в покое, пускай разводят, пускай, точнее, делают бои, кто-то дерется за пояс, кто-то дерется за право, чтобы подраться за пояс. Я думаю, как минимум там 4-5 человек, которые стоят из-за того, что я являюсь до сих пор действующим чемпионом, да, в UFC. Мне это не нравится, я недоволен этим, то, что происходит там, такое движение никакой нету застой. Так что, да. Хабиб, последний, если можно, вкратце, какой-то прогноз. В ближайшие недели, 2-3, когда эта определенность появится? Она может через 2 недели, может через месяц, может завтра, может он увидит мое сообщение, может он подумает, на самом деле, давай я не буду пацана мучить, отпустим его и начнем разыгрывать наш пояс между другими пацанами, которые подрались, которые заслуживают драться за пояс. Так что, Хабиб, вы должны нам пообещать, что эта определенность должна появиться в эфире Матч ТВ. Насчет Даны же будет определенность там высказывать, так что... Приходите вместе, то, что касается Даны, я не могу. То, что касается себя, да, мы уже... Договорились. Спасибо большое. Хабиб Нурмагомедов еще появится в нашей студии сразу после последнего боя. Прямо сейчас мы передаем слово в клетку ринг-анонсеру нашему прекрасному Александру Загорскому. Спасибо большое. Ну что, ребята, меня отпустите. Дальше, ребята, ждем титульный бой. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать на арену Дворца гимнастики Ирины Нины Руслановой, где UFC представляет вам 33-й международный турнир по смешанным единоборствам UFC Must Fight! С двумя вечера за титул чемпиона Лиги игр России в наимельчайшем и среднем весах Руслан Сариев, Мансур Малачиев и Сергей Калинин Фаридун Атилов. Генеральный партнер Горилла Энерджи Дринк. Вперед! Дамы и господа, официальные лица готовы. Бойцы готовы. Готовы ли Москва к битве? Фанаты смешанных боев, вы готовы? В прямом эфире с арены Дворца гимнастики Ирины Дины Руслановой на телеканале Матч ТВ и UFC Must Fight! И вашему вниманию, трехраундовый бой в легком весе. Ваше внимание на экран. Звук уберем, чтобы авторские права не забанило. Таких особо противников. Раджира, потом. Еще просто вывел, дальше делаю вывод, и все.
Моего соперника зовут Валерий Грицутин, крепкий парень, может бороться, может бить. Когда мне предложили бой с Гаджи Рабаданом, первая моя мысль была, что это большая возможность, и на данный момент моя цель закрепиться в этой лиге. Я вернулся с 9 победами подряд, я готов ко всему, и я буду идти за яркой досрочной победой. Во-первых, он из команды Хабиба Нурмагомедова, то, что у него должна быть, по идее, очень хорошая борьба. Также у него хорошие руки, я смотрел, быстрая ответная реакция, и он бывший чемпион организации. Победа над ним приблизит меня, или победа над следующим, мне не важно, я просто хочу драться чаще и выигрывать более ярко и значимо, и рано или поздно по-любому приду к этому титулу. Я в каждом аспекте предоставлю то, чтобы это не случилось, чтобы моего поражения не было, и добавлю чуть-чуть больше для своей победы. В первую очередь я хочу доказать самому себе в лиге UFC, то, что я не зря пришел, и я верю в то, что я могу даже дойти до титула. Я хочу быть чемпионом мира, я хочу, чтобы люди запомнили меня по моим боям. Зрителям, конечно, пожелать хорошего турнира, чтобы все бои были зрелищные. Всем зрителям, которые сейчас сидят на трибуне, хочу посоветовать одно: просто не моргайте. Не нужно проморгать, потому что будут искры, придется разжигать эти искры мне. Добро пожаловать, боец из Кисловодска! Встречайте, Валерий Грицутин! Ну что ж, дорогие Ура! 8 миля. Bayrak Tajikistan'a be. Обаче Eminem Amundagi авторские права. Нахуй бывает пуштиями. Да, не зря он храброе сердце. И потом он... Ну, крепкий. В 2020 году провел целых 3 боя и все выиграл. Сейчас идет на серии из 6 побед. Встречайте, Гаджи Рабадана! И начинается выказ Гаджи Рабадана. А из рук, думаю, авторские права хапа. Родился Александр Мачкалет, в детстве играл в футбол, увлекался борьбой, а с 17 лет приступил к занятиям по боевому самбо. Чемпион России и мира. Бах, Джалолов.
тяжелее. Рост 175 сантиметров, вес 70,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 10 побед, 7 поражений. Представляющий школу Абдулманаба Нурмагомедова из Махачкалы Фотон Гаджи Рабаданов. Рыцарь поединка Максим Продасов. Парни, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды на протяжении всего поединка. Активно защищаемся. Руки пожали. Это Eagles FC за номером 33. Гаджи Рабаданов против Валерия Грицутина. Весовая категория Хабиба Нурмагомедова, то есть до 70 килограмм. Итак, смотрим. В красном углу Гаджи, синим, соответственно, Валерий. Да, причем интересно, что Гаджи Рабаданов проводил такой относительно недавно. И когда у него спросили, а зачем тебе так рано драться, да, надо было восстановиться, он просто сказал, что я чувствую себя хорошо, не получил никаких повреждений, и мне нужно поскорее закрывать вот то самое досадное поражение, которое лишило его пояса. Да, поражение в чемпионском бою. В правосторонней стойке левши работает Валерий Грицутин, ну пока как раз левую как следует не подключил. Очень много дергает, много финтит, поддавливает, пытается сократить дистанцию и ждет, когда начнется борьба от Гаджи. Вот и первое столкновение уже произошло. Хорошая серия, здорово здесь пробил по передней ноге по внутренней стороне бедра Валерий. Вот, кстати, очень правильную вещь сказал также Гаджи Рабаданов в своем интервью, когда он отвечал критикам, которые сказали, что Валерий Грицутин для Рабаданова это проходной соперник. Он сказал, нет, отнюдь, вы что? Это прошел и идет в борьбу Валерий Грицутин. Это его сильная сторона, как и у Гаджи Рабаданова. Кстати, интересно посмотреть действительно за соперством этих ребят на стиле, а не в стойке. Как бы удивительно это не звучало. Да, но при всем при этом мы знаем, что оба умеют и любят работать в вертикальном положении. Так вот, продолжу свою мысль, если, конечно, бойцы дадут это сделать. И Гаджи совершенно справедливо заметил, что Валерий Грицутин это боец, который всегда дерется до конца, который оставляет в клетке все и даже больше, да, то есть его так просто не переломить. И те люди, которые говорят о том, что это проходной соперник, абсолютно неправы. Гаджи старается смещаться за правую руку соперника. И это правильно, да, потому что он работает в левосторонней стойке. Хорошее перемещение, хорошая скорость. Пока не так много точных ударов, но уже есть небольшое кровотечение из носа у Грицутина. И, возможно, оно затрудняет ему дыхание. Неплохая попытка была пробить двойку через туловище на голову. Сработает в исполнении Валерия Грицутина. Напряжение прям витает в воздухе, потому что идет очень активная работа в стойке и идет именно активная разведка, да, то есть постоянное напряжение, постоянно Валерий Грицутин нагнетает вот эту атмосферу, но и мы видим, что Гаджи также не отстаивает и в любой момент готов взорваться в встречной серии или же опять сократить дистанцию и уже переводить в борьбу. Да, действительно удивительно. Мы по-прежнему не видим борьбы, мы не видим прохода от Гаджи Рабаданова. Возможно, он настолько уверенно сегодня в своем превосходстве, что хочет подраться именно в стойке. Ну, может быть, просто не готов сейчас так форсировать события, да, действительно решил попытать счастье именно в вертикальном положении. Здорово. Очень грамотно действует и работает на ногах Валерий Грицутин, обратите внимание, да. То есть постоянно тоже идет в правую сторону, сайдстепом закручивает вправо, подальше от сильнейшей правой руки Гаджи Рабаданова. То есть все пока тоже очень грамотно. Угрожает левой ногой Грицутин. И здесь же делает апперкот и боковой удар. С левой стороны здорово работает Грицутин. Хайкик уже по защите не достает двойной атакой Гаджи Рабаданов. Отличный эпизод в хорошем темпе. Поменял стойку Гаджи. Да, прицеливается Грицутин к печени соперника. Хабиб Нурмагомедов, кстати, находится неподалеку от нас, и можно услышать его рекомендации, ну и, по крайней мере, можно совершенно точно увидеть, как он болеет за Гаджи Рабаданова, потому что Гаджи в команде Хабиба уже очень давно.
С разворотов прям под ногу подныривает Валерий Грицутин. Красиво получилось, красиво. Все в порядке с реакцией Валерия. А сегодня уже один нокаут от вертушки мы с вами увидели красивейший, просто великолепнейший. Хорошо здесь отрабатывает Гаджи Баданов, но не идет вперед, вновь по корпусу с левой руки добавляет Грицутин, причем бьет именно в центр корпуса, не в печень. Да, но я думаю, что бьет туда, куда получается, а так, конечно, в целом, да. Хорошо, если в руке опять прилетает от Валерия. Здесь уже апперкот от Гаджи Баданова. И не только прохода от Грицутина. И до этого было очень неплохое колено от Гаджи Баданова. Попытка контроля в клинче от Валерия Грицутина. Очень важный момент, кто физически сильнее вот к этой секунде. До конца первого раунда остается всего ничего. Конкурентный раунд мы с вами наблюдаем. Да, и срывают аплодисменты парни. Действительно, пока что раунд этот смотрится, и поединок выглядит очень ярким и многообещающим, конкурентным. Как и ожидалось. Да, не случайно. Именно этот бой расположился так высоко в карде. Да, но все-таки Гаджи Баданов бывший чемпион, да, поэтому, естественно, он в прилимах вряд ли будет. Ну и своим поединком... есть попадание сейчас левой руки в исполнении Валерия. Тут же попытка перевода. Хорошо здесь защищается Гаджи Баданов. Тут же разворачивает соперника, колено туловище. И ответ от Валерия. Пока все. Оба. Области gardeniş görmezler. И это не только Виктор Магомедов, здесь же Михаил Галустян, и Шамиль Завод, здесь же и Андрей Кириленко, и многие другие. Да, также наши известные футболисты Владимир Габулов, Дмитрий Тарасов. Все пришли посмотреть, и третий же бои. А также любимый исполнитель Алексея Володина Влад Топалов здесь. Ну, тут я бы поспорил, Роман. Слав, не скромничать. Сближение и мощный обмен ударами по корпусу. Немного сбежал Валерий Грицутин. Проверяют тайминг друг друга спортсмены. По-прежнему очень интересный бой, прошедший. Здорово. И вот опять посмотрите, как здорово выходит из своей атаки. Валерий Грицутин двоечкой тут же заворачивает вправо, не давая себя контратаковать. Начинает Гаджи качать корпусом. Каждый пытается подобрать свой темп, свою скорость. Затянутый удар ногой в исполнении Гаджи. Вот таких ударов ему бы, конечно, поменьше исполнять, потому что Валерий, мы видим, да, насколько тоже заряжен и готов. Первая попытка прохода, и тут же все, в общем-то, встало на свои места. Да, не боролся Рабаданов в первом раунде. Начал это делать во втором. Здесь опасно головами шли на сближение спортсмены, причем инициатива была у Гаджи. Активная работа идет в исполнении Гаджи Рабаданова. Гард открыт, и здесь пытается обойти защиту, но высоко ногами отрабатывает Грицутин. Да, рассечение есть, по-моему, по крайней мере, кровь присутствует на теле у Валерия Грицутина, пока непонятно, откуда кровь. Два борца экстра-класса сейчас. Рассечение у Рабаданова. Да, у Гаджи рассечение это как раз, кстати, что интересно. Локтем вновь отрабатывает снизу Валерий Грицутин. Хорошо вяжет руки. Здесь пытается освободиться, но опять же грамотно защищается Валерий. Хорошо амортизирует удары соперника. Ногами отрабатывает повыше. Да, контроль, безусловно, считается Гаджи Рабаданову, но не более того. Да, и мы видим, что и отстреливается очень неплохо снизу Валерий.
попытка обойти гард. Нет, здесь Грицутин все четко контролировал, не позволил этому свершиться. Отрабатывать по корпусу с левой руки Гаджи. И тут же перевод на голову, но не точно, там куда-то в затылок попал, по-моему, сопернику Гаджи Рабаданов. Да, головой довольно опасно идет вперед Рабаданов, уже не в первый раз. О, вот это было плотно сейчас с левой руки. Так, немного отмечал слева по туловищу, тут же мощнейший перевод. 2 минуты с небольшим до конца второго раунда. И здесь борьбу забирает Гаджи. И здесь хорошо, воткнул буквально удар с левой руки Рабаданов. Да, пока что все максимально четко, без лишних движений. И опять же, все время держит в голове обход гарда. Проход гарда Гаджи Рабаданов постоянно предпринимает попытки это сделать, но пока в этом отношении Валерий Грицутин безупречен. Здесь есть возможность у Валерия попытаться оттолкнуться от сетки, нет, ей он не пользуется, и остается еще довольно много времени, остается-то, кстати. Да, но ничего критичного Грицутин пока не пропустил. Согласен, при этом он, мы видим, да, достаточно свеж, хорошо защищается. И вот это обход защиты, шикарно, высоко. Хавгард. Но все возвращает опять в то же положение. Валерий Грицутин тоже очень грамотно. И опять же, в каждом движении угадывается школа Абдулманаба Нурмагомедова. Обменялись ударами. Плотная борьба по-прежнему. Да, и очень активно парни работают. И похоже, что за счет борьбы этот раунд Рабаданов заберет. Но опять же, насколько эффективно в этом положении действует Валерий Грицутин. Да, он не позволяет Гаджи улучшить эту позицию и более того наносит достаточно неплохие удары снизу сам. Да, это и он использует удары локтями, пробивает руками. Понятно, что это не так плотно, но тем не менее, это нельзя не учитывать. Если сравнивать технику Гаджи Рабаданова и Хабиба Нурмагомедова, то Хабиб как раз к стойке прибегает к третьему раунду. И когда соперник уже измотан. А здесь Гаджи побоксировал в первом, что интересно. Закрывается гард в очередной раз. И очень плотно прихватил соперника Валерий. Не позволяет он вообще ничего сделать. Не позволял, во всяком случае, Гаджи Рабаданову. И, похоже, увидим мы раунд под номером 3. Давай, третий раунд. Поехали. Готов продолжить эту встречу. Гаджи Рабаданов против Валерия Грицутина. Правый прямой уже на старте раунда от Гаджи. Да, вот теперь, конечно, хорошее колено, встречное в печени. Я думаю, что как раз хотел попасть в голову, да, на потенциальный проход Валерия Грицутина. Мы знаем, что такая техника работает. Спросите у Бена Аскерна. Да, давайте с Кисловодской кажется свежим. Отличное попадание с левой руки в исполнении Валерия. И опять же, да, очевидно, что этот бой не становится легкой прогулкой для Гаджи Рабаданова, который выходил сюда в роли фаворита, да, но при этом мы видим, что пока дело идет в стойке, все очень ровно. Но и Хабиб отмечал, что именно этот бой его интересует особенно. Все очень конкурентно, хороший джеб, но на левую руку не перевел акцент своих атак Грицутин. Работа на смещении заставится немного Рабаданов. Так и есть, да, очень жестко окопался на ногах, более подвижен Валерий Грицутин. Это может, кстати,
сказаться. Да и, кстати, Хабиб кричит Гаджира Баданову, чтобы тот не застаивался. Но, видимо, сила еще под печенью мощнейший удар в исполнении Валерия Грицутина. А что влияет на функционал в первую очередь отрицательно? Это удар по корпусу. Если принципиально важный момент во всем поединке. Сумеет ли перевести Гаджи сейчас соперника? Клинч. Да, Энергозатратный. Вот здесь, наверное, Валерию нужно максимально попытаться избежать перевода. Хорошее колено в туловище в исполнении Гаджи на сей раз. Разворачивает соперника в тайском клинче. В тайском клинче пытается действовать, по крайней мере, захват такой Гаджира Баданов. И колени пошли, колени разрывается клинч. Это хорошо для Валерия Грицутина в первую очередь. Рабаданов не смог навязать борьбу. Тут же следующий эпизод. Опять же отличительная черта. Школа Нурмагомедова. Не получается один перевод, надо тут же продолжать. Следующие же атаки, простите. И попытка перевода, хорошая защита от Валерия, зацепил опорную ногу, добивается своего. Немытьем тырка даем. Гаджир Баданов оказывается сверху. Гард открыт, диагональ Хавгард. 2:45 до конца этой встречи. Ну что ж, Гаджи навязал борьбу. Да, именно это от него и требовалось, потому что в стойке Валерий Грицутин, ну, мягко говоря, не уступал. В начале третьего раунда где-то даже и превосходил соперника, опять же, великолепно отрабатывая по туловищу сильнейшей левой руки. Но вот здесь продолжает мучить оппонента Гаджир Баданов. Хороший контроль, опять попытка пройти гард. Снова позиция хавгард здесь. Разворачивался вроде бы. Валерий здесь уже с другой стороны пытается обойти защиту Гаджира Баданов. Очень активно действует. Вставляет ноги под бедра Грицутин. Да, в очередной раз отмечаем то, что здорово борется и тот, и другой. Поднимается на ноги Гаджи. Немного задышал Валерий Грицутин, и тут же подмечают угловые Гаджира Баданова. Именно этот момент. Ну, в общем-то, не мудрено здесь и задышать, да, потому что все-таки такая плотная борьба, и это дело очень энергозатратное. Плюс, конечно же, пропущенные удары, плюс те удары, которые ты выбрасываешь, все это складывается в одну большую, огромную, наваливающуюся усталость. Да, кто-то, может быть, и критикует технику и тактику Гаджира Баданова, но вы попробуйте с этим что-нибудь сделать. Да, вот опять же, да, причем мы говорим не только о тактике конкретно Гаджира Баданова, да, в принципе, о той тактике, которой прибегают, как правило, последователи и ученики школы Абдулманата Нурмагомедова. Да, это фактор, да, это контроль, да, это работа сверху. Пусть это иногда очень вязко, где-то незрелищно, да, не самый высокий темп, хотя, опять же, как посмотреть. Это точно не относится. Да, вот правильно, как посмотреть, да, но при этом, если это работает, то почему нужно от этого отказываться? И продолжает оставаться сверху Гаджир Баданов. Сейчас у Валерия Грицутина остается 35 секунд для того, чтобы попытаться, может быть, засабмитить, да, потому что по-другому здесь уже никак, здесь уже не выплыть. Но в любом случае, скажем спасибо Гаджиру Баданову за первый раунд в первую очередь. Да, и за начало третьего очень хорошо все делал Валерий Грицутин. До того момента, опять-таки, пока все не перешло в борьбу. Здесь уже, конечно, сражаться с Гаджиром Бадановым очень-очень непросто. И прекрасно решение в последних секундах за Баданов, но сейчас, да, уже зазвучит сирена. Поединок завершен. Третий раунд, конечно же, Гаджир Баданов выигрывает. И, по большому счету, не важно, кто выиграл первый раунд. Он получился очень зрелищным, конкурентным, интересным. Ну и мы видим, кстати, что довольно серьезное насыщение у Гаджира Баданова. Много ранее. Но при всем при этом оно не сильно ему мешало. А мы еще раз видим на повторах, как работали парни в этом поединке, как переводил своего соперника Гаджира Баданов и как здорово работал в стойке временами Валерий Грицутин. Валерий как раз в интервью отмечал, что ему очень важно ярко о себе заявить в новой организации. Это ему сделать совершенно точно удалось. Да, безусловно.
теперь Фаридун Одилов. Первый проигрыш. 9 побед и первый проигрыш. Наверное, после такого начала сказали бы, да, видимо, это не мое. Драться не для меня. Я, наверное, буду заниматься чем-то другим, но Валерий поступил иначе. Валерий продолжил свой боевой путь, и, как мы видим, правильно делает. В бою обратимся к судейским запискам. Итак, 29-28, 30-27, 30-27. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал Гаджи! Единогласное решение. Один судья все-таки первый раунд отдал Валерию Грицутину, ну а все остальные отдали очки Гаджи Рамадану. Наше поздравление. Хорош. Теперь Фаридун Одилов вперед. Всем спасибо. Мехди, сохрани и отполируй пояс, пока мы снова не встретимся. Коротко и ясно, Гаджи Рамаданов! И теперь Фаридун Одилов дальше ждем. Нервы натянутые. Короткая реклама. Принятие решения здесь и сейчас. Холодная голова при бушующем адреналине. Все это ставки на спорт букмекерской компании Фонбет. Испытай новый уровень эмоций. Погружение в игру и драйва с повышенным бонусом до 15 тысяч рублей. Бля, реклама, давай быстрее же, ё-моё. Кино вкуснее с Лейс. Классика всегда. Ну, давай. Лужники. Продолжается. И у нас, у Йорга Дмитрия Шейкина, новый гость. Да, это Андрей Кириленко, президент Российской Федерации баскетбола, чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер Олимпийских игр. Андрей, здравствуйте. Какими судьбами здесь у нас во дворце, как сказал? Добрый вечер. И, конечно, очень приятно сегодня находиться здесь по приглашению Хабиба. Великолепный промоушен. Хочу его поздравить. Очень интересные молодые бойцы. Вот, особенно вот последний бой мне очень понравился. Поэтому поздравляю. И, кстати, вторая причина, почему я здесь, мне очень хотелось давно посмотреть этот дворец.
А, первый раз? На первый раз в этом дворце здорово, просто супер. Я давно не видел таких сооружений у нас, поэтому поздравления и Юле тоже. Так, цепляемся за слова по приглашению Хабиба. Личное приглашение, как ты выглядел? Но почему нет? Нет, ну я к тому, что я даже не Дима, знаю, Дима, насколько нет, Дима хорошо хочет, знаком. да давайте я буду прямо. В каких отношениях вы состоите с Хабибом? Ну, Вы друзья, приятельствуете, коллеги? Конечно, мы не большие какие-то друзья, мы приятели действительно. И я был на его бое в Лас-Вегасе, когда он задушил Конора Макгрегора. Там мы познакомились как-то, и вот с тех пор поддерживаю отношения. Кстати, Хабиб, надо отдать ему огромную дань уважения. Он постоянно помогает моему благотворительному фонду, разные лоты, пояс его с автографом. Поэтому Хабиб, всех успехов. За много купили? Взяли этот лот? Пояс? Ну, нормально. Сказать о том, что Хабиб играет в футбол, большой любитель футбола, насколько Хабиб любит баскетбол и играет в Леон баскет. Он играет в баскетбол, и я видел несколько раз, как он, немножко разные правила, потому что это все-таки на борцовских матах, без ведения. Баскет, борцовский, Я видел эти вещи, я участвовал в них, у тебя есть это что-то с чем-то. А что это? Это жестко? Просто не ведут мяч, борются, да, вот настоящий Можно бороться, прием. ты бежишь мячом, но надо Ну, попасть в это кольцо. смешанный баскетбол это называется, друзья. Ну вот так. Но в то же время интересно, вы сами когда-нибудь пробовали себя в каких-либо единоборствах? К сожалению, нет. Дали, ребята, дали Фариду Нудилов. Конечно, единоборство в баскетболе очень развит трэш-толкинг. То есть можно чуть-чуть нападать словами на соперника. Здесь, к сожалению, это не проходит. Здесь надо еще и силой доказывать. Но у вас есть форы, если вдруг вы когда-нибудь решите заниматься смешанными единоборствами, либо вообще какими-либо единоборствами, это размер ваших рук. Размах, да, вы достанете любого соперника. Да, придется дистанцию все время держать со своим оппонентом. Ну, конечно, если пройдут в ноги и положат... Проблемка, да, проблемка. Но тем не менее, мы видим, как спортсмены разминаются. У нас впереди титульный бой, между прочим. Мансур Малачиев из Махачкалы против Руслана Сариева из Казахстана. И, между прочим, объединяет этих бойцов, ну, помимо Значит, боя, дали то, Фариду. что они оба ни разу не проигрывают. Ничего страшного, Кто-то дальше разъединяет посмотрим. после этого боя, что кто-то из них бой проиграет. Вот надо об этом подумать, что действительно не побежденные бойцы, но кто-то все-таки вынужден будет проиграть. Вот насколько, скажите, вот это вот такой вот стимул для бойцов, для зрителей, кстати, два непобежденных. Причем у одного 8 побед, соответственно, в 8 боях, у другого 12. То есть ребята довольно-таки опытные. Да, и всегда сложно быть первым, кто проиграет, и для того, кто продолжает свою серию, конечно, это как бы удобно. Но сейчас два непобедимых встречаются между собой, конечно, надо ожидать, что это бескомпромиссная будет схватка. Нет, ну мы просто к тому, что это вроде такой журналистский штамп насчет того, что вот, серия, давит и так далее. Кому как не вам, профессиональным, крутым спортсменам об этом рассказать. Есть вот этот момент, эта серия, циферки вот эти вот где-то в голове сидят? Конечно, сидят, но, опять же, если мы возвращаемся к истокам, все равно кто-то из них когда-то проигрывал, будучи маленьким. Я еще не видел ни одного спортсмена, который бы, начиная с 7 лет, выиграл все, что можно. Вот. Поэтому все равно кто-то когда-то проигрывает, и сила в том, что как ты сумеешь из этой ситуации дальше выкарабкиваться. Вот, кстати, это психологически давит, либо наоборот это помогает, как вы думаете? Пока у них нет поражений, понятное дело. все пока нет. Вот. Но в любом случае кто-то сегодня проиграет, и будет интересно будет посмотреть за тем, кто проиграет, насколько он сможет себя дальше пересилить и вернуться. Ну, Андрей, мы, кстати, не спросили, насколько давно уже здесь, потому что у нас программа сегодня, да, здесь, в этом дворце, довольно такая широкая, 13 боев, или только приехали к финальному карту? Я приехал, наверное, час назад, пока там чуть-чуть поговорили, посмотрели дворец немножко. Мне очень понравилось, я говорю, что я прям был в восторге, увидев, как здесь все сделано. Очень хорошая такая аутентичность, российский фольклор, много росписей. Прям я в восторге. Поэтому вот после того, как посмотрел дворец, сюда посмотрел бой. Это первый бой, который я видел. У нас еще 2 боя впереди, и я желаю вам интересных боев. Ага, 2 боя, Спасибо большое, хорошо. Андрей Кириленко был сегодня у нас в студии. Слово нашим комментаторам. Последний бой, значит, Фариду Нудилов. И молодцы! Представляют вашему вниманию главное событие сегодняшнего вечера. 5-раундовый бой за вакантный титул чемпиона UFC на величайшем весе! Ваше внимание на экран.
Гон поражение. Взять аж бой. Кадыр перешел в UFC. Цариев из Казахстана будет драться с Малачевым. Это мы сейчас будем работать, чтобы этот бой провести за пояс. Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Мансур Малачев. Мне 29 лет. Я боец лиги UFC, представляющий клуб Юнусофеке. Я с Дагестана, с города Махачкалы. Титул UFC для меня это самый важный карьеры, потому что она одна из лучших, я считаю, организаций в России. Малачев в любом аспекте опасен, я думаю, будет в борьбе сложно с ним побороться. Малачев выиграл, молодец, и мне достойно. Я думаю, вероятно, будет безопасно. Но очень достойный, хороший соперник с 13 лет, это не идет без поражения. Для него будет сложно, думаю. Пятираундовый бой будет. Руслан Саев сам уже видит, что я способен. Ну, в 5 раундов. И у 5 раунд мы знаем, и Фаридун шо 5 раунд. Да, конечно. Для меня стоит он много. Можно сказать, вы с Казахстаном идет одного пояса. Я хочу стать чемпионом и UFC, первый казах, кто забирает титул. И я сделаю все возможное, чтобы привести пояс Дагестана. Синий угол. Добро пожаловать, боец из России. Встречайте, Мансур Малачиев. Ну что ж, дорогие друзья, все главное событие сегодняшнего вечера. Мансур Малачиев против Руслана Саева. Звук уберем на пару секунд. И, собственно, сейчас мы узнаем, кто станет обладателем этого титула.
Раундовый бой за вакантный титул чемпиона и велосипед в величайшем весе. Главный судья Виктор Корнеев, судьи у клетки Олег Бессуднов и Виктория Петрова. Ваш судья-хронометрист Иван Юрьевич. И со звуком сирены рефери в октагоне Вячеслав Киселев. Представляю вам соискателей на пояс. И первый бойца в синем углу. Ему 29 лет, рост 167 сантиметров, вес 56,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 8 побед, ни одного поражения. Дамы и господа, представляющий клуб Universal Fighter из Махачкалы, Россия, не знающий поражений, фото Мансур Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 23 года, рост 170 сантиметров, вес 56,5 килограммов. Его профессиональный рекорд также без поражений. 12 побед. Дамы и господа, представляющий Орлан ММА Pro Team из Пиндео, Казахстан, также не знающий поражений, Фатан Руслан Сархиев. Это длительный бой. 5 раундов по 5 минут. Немногослушаемые команды. Раунд полуимпарата. Уважаемые друг друга, не честно. Стремитесь к точной победе. Руки пожали. Ну что, дорогие друзья, все готово к старту титульного поединка. Последние наставления от рефери Солнечного розданы. И давайте смотреть. 5 раундов по 5 минут интригующего действия. 2 непобежденных бойца. У Мансура Малачиева 8-0, у Руслана Сареева 12-0. Очень солидная, кстати, группа поддержки у Руслана Сареева на трибунах. Целый сектор казахских болельщиков неистово поддерживает своего парня. Да, ему всего лишь 23 года, 29 лет уже Мансуру Малачиеву. Можно сказать, самый сок, самый расцвет бойца. А для этой весовой категории, наилегчайшего веса, возраст имеет принципиальное значение. Как говорится, в футболе быстрые ноги после 27 уже начинают потихоньку испаряться. Здесь Скажите это Златану Ибрагимовичу, Алексей. Но это возможно говорить вообще об уровне итальянского чемпионата, а не о уникальности Ибрагимовича. Продолжим. Стоп Мансура! Залетело. Сейчас, но выдержал это попадание Сареев. Очень спокоен Руслан Сареев. Хорошая серия в контратаке в исполнении казахского бойца. И поджимает Руслан сейчас. Мансур спокойно отрабатывает вторым номером, раскачивает, подкрадывается, поджимает. Сареев особенно пытается усыпить бдительность оппонента. Победил со стойкой. И удар с разворота нет. Скорее угрожал вертушкой по туловищу Мансур. Пока что все очень спокойно. Был такой всплеск активности от обоих, но вот теперь все. Такой штиль небольшой у нас сейчас в клетке. И заметьте, да, не пытается Руслан Сареев набирать очки, используя свое преимущество в длине рук и ног. Хороший лоу-кик прямо из коленной чашечки. И, кстати, там уже сразу образовалось такое серьезное покраснение на икроножной мышце Мансура. Вот опять же, мы говорим об эффективности таких ударов, да? Пара попаданий чистых. И тут же попытка зайти в борьбу в исполнении Мансура Малачиева. Прихватил ногу. Важный момент. Будет ли тейкдаун? Пока хорошо защищается, защищался. И поднимается Руслан. Да, не хочет бороться. И очень плотный захват. Переводит на канвас оппонента. Мансур Малачиев. 3 минуты еще есть в этом раунде. Шикарный перевод получился у Мансура. Ну, давайте посмотрим, что сможет показать нам в этом положении боец из Казахстана. Ногами здорово защищается Сареев и поднимается. Да, встает в свою стойку. Вот здесь можно было попробовать отработать коленом и на выходе из клинча. Мощный правый боковой со стороны Мансура. Но мимо. Тот же по корпусу от Руслана. Пытается удивлять сегодня Малачиев. Абсолютно не смущен Руслан вот этим переводом, потому что очень быстро поднялся из партера и также спокойно работает, не забывая беспокоить оппонента ударами по передней ноге.
Опять же, у Руслана более длинные рычаги, он старается действовать с дистанции, абсолютно правильно делает. Вот эти короткие, но очень мощные и точные удары по передней, по левой ноге возымеют свой лоу-кик. А вот здесь это было гораздо мощнее, кстати, в исполнении Мансура. И хайки. Но когда такие удары мощные наносишь, есть варианты провалиться, да? Очень разборная на весе, но тут же поднимается Мансур. Нет, никакой речи здесь о нокдауне, конечно же, не идет. Удар с разворота в блок. Нет, нужно и вертушку прятать, конечно же, да, нужно ее маскировать за какими-то действиями, финтами, когда особенно бойцы высокого уровня. Снова атака по туловищу. Сарей пытается еще и психологически давить на соперника. Сверхуверенно он выглядит. Показывает, что контролирует абсолютно все в клетке. Здесь дистанции не достает. Хорошая серия в исполнении Руслана. И опять же, после своего лоу-кика казахский боец не проваливается. Да, такое ощущение, что Руслан поставил себе задачу в первом раунде отбить левую ногу соперника. Ну а почему нет? Дистанция длинная, да, и на отбитых ногах далеко не ускачешь. И когда ноги отбиты, ты медленнее движешься, ты быстрее устаешь, ты хуже бьешь, да, потому что нету опоры. Хороший удар по верхнему этажу от Руслана. Очень хорошо Руслан раскачивает на ногах вот на этом черноке, провоцируя соперника на какие-то действия. Мансур не идет в борьбу, только сейчас нырнул одну ногу. Да, и сделал то, что должно, да, сократил дистанцию, потому что в стойке все, в общем-то, было неоднозначно, мягко говоря. В борьбе, разумеется, у Мансура Малачиева может быть преимущество. Может быть, подчеркиваю. Да, неоднозначно, но все же первым номером работал именно Руслан Сариев, и судьи это также отметят при прочих равных. Вновь клинч, и коленом здесь по бедру с внутренней стороны работает Малачиев. Вывод из равновесия не получается у Сариева. Последние секунды. И разрывается дистанция. Ничего еще не ясно в этом противостоянии. Правый прямой. И сирена. Оба. Поединке между Русланом Сариевым и Мансуром Малачиевым. Вторая пятиминутка начинается. Вновь в центре у нас Руслан. Да, сразу Руслан идет вперед. Но вот опять же, да, в стойке у него есть варианты, очень неплохие варианты. Я думаю, что он это прекрасно понимает, особенно мы видим, да, работу с дистанцией за счет длины рычагов, хорошая работа на ногах. Да, все видит Сариев. И аккуратно подбирается к сопернику. Теперь уже с передней ноги атакует. И ответ зеркальный от Мансура. Раздергивает Руслан вновь очень четко, очень грамотно напрягает оппонента, но Мансур не выбрасывается, да, не допускает ошибок, не ведется на эти провокации. Просто настоящая шахматная партия сейчас. Именно так, да. То есть здесь идет работа до ошибки, такое ощущение, да, заманивают друг друга в свои сети, пытаются предложить какие-то обманные действия, финты, готовя при этом откровенные бяки друг для друга. Ну вот по корпусу пытается достать уже не первый раз Сариев соперника. Да, много лоу-киков и того, и другого. У кого ноги крепче, а сейчас жестко по корпусу пробивает Руслан. И попал, да, не успел там уйти Мансур. Довольно жестко получилось. Вот львиная доля бойцов в предыдущем эпизоде ринулась бы в атаку, но не Сариев. Вот
хладнокровно ведет он эту встречу. Не отдает бедра. Руслан максимально старается амортизировать. Мардым хорошо дура. Чуть-чуть дистанции не рассчитал. И лоу-кик. Получился аж под 2 ноги. И снова попытка пройти, хорошо откидывает ноги Руслан. Классическая защита от перевода. Но какая быстрая защита. Фронт-кик, кстати, через финт пытался выполнить этот удар Руслан. И показывает он довольно хорошую технику в стойке. Довольно разнообразно, кстати. Нужно отметить также. Середина раунда уже. И опять по туловищу, да, плотно очень взялся за корпус оппонента именно с точки зрения отбивания оного Руслан. И опять хорошая защита. Здесь нужно прятать свои проходы, конечно, Мансуру, потому что уже приспособился к этому Руслан, очевидно. Да, начинает читать, и здесь на сближении пробивает 2-3 удара и вновь на дистанцию. А ведь там может и встречное колено вылететь, правда? В исполнении Руслана, и тогда будет совсем неприятно. Да, и именно поэтому, возможно, односторонне и обороняется Руслан, отбрасывает ноги. Хорошее попадание с правой руки в исполнении Мансура. И пошел отрабатывать левый, правый достал. Поджал соперника к сетке. Мансур. Болельщики тут же оживились. Причем и российские, и казахские. Копчевой удар. Сайдстепом хорошо здесь увернулся от удара Руслан. И поэтому попадание Малачиева пошло по касательной. Хорошо, по ноге забыл, кстати, об этих ударах. Почему-то Руслан, хотя они его проходили ранее. Еще раз туда. Ни на шаг не отходит от своего геймплана Руслан Сариев. Вновь пробил и по корпусу, и бьет эти самые лоу-кики. Хороший проход Давай, сейчас. давай, Это всё. итог. Минута 22 до конца. Полшага лишних сделал вперед Руслан. Полшага. Все, тут же это был сигнал для Мансура Малачиева, что необходимо идти в ноги и оформлять проход. Но вот здесь встает очень легко. Сбрасывает соперника с себя. Опять попадание по туловищу в исполнении Руслана. Физически Сариев совершенно точно не уступает. Пропускает Мансур удары с передней руки и продолжает дорабатывать по корпусу. Там, смотрите, уже есть такое существенное покраснение. Причем в области селезенки, а не печени. Да, и мы знаем также, что если бить с правой руки по корпусу, очень болезненно и опасно ударить под сердце. Это тоже нужно учитывать. И вот здесь, кстати, может получиться, как мне кажется, у Мансура Малачиева ударить на опережение через руку правой боковой. Вот он выкидывает, да, это полусвинг, полубоковой такой. И как раз под джеб, я думаю, вполне может зайти. Но нужно вывести соперника на это действие, нужно вывести его на этот удар. Мансур также пытается оставаться в своей тарелке с психологической точки зрения, но не все получается, далеко не все. С дистанции прям расстреливает соперника Руслан. И пока что Мансур Малачиев старательно придумывает, что ему сделать. Да, но будет целая минута, чтобы вместе с угловыми поразмыслить над тем, что делать с соперником дальше. Но этот раунд очень хорош для Руслана. Звук убираем. О, вчера позже уже покраснение. İddi round idi. Gələm, Xəlif Fojda zadan mirəxo. Oxuran round toxar qədər. Ова! Нормально как. Давай, давай, быстрее. Заканчивай, чтобы Фаридуна посмотрели. Опа, псих. Психа, Меджедай. Между Русланом Сариевым и Мансуром Малачиевым. Смотрелись бойцы в перерыве, установили дыхание.
Вот очень интересно, что Мансур Малачиев предпримет в этом раунде, какие наставления и указания ему были даны, потому что надо что-то менять. В стойке Руслан перестреливает, переигрывает, да, посмотрите, насколько он быстрее. Он видит действия соперника. Ребята, кто не знает, после этого боя последний бой титульный Фаридун Удилов. Очень хорошо перехватил атаку оппонента Руслан сейчас, и вот, наверное, еще точно не стоит делать Мансуру, так это пытаться достать этого быстрого оппонента резкого одиночными ударами. То есть тут надо за ударами прятать проход, да, в ноги, сближение, ну или же стараться действовать серийно, насколько это возможно. Хорошо, опять по туловищу, там просто втыкает копье в корпус оппонента. И тут же на голову переводит акцент своих атак. Всего лишь минута позади в третьем раунде. Возможно, он будет очень интересным, потому что Мансуру сейчас, да, придется идти в борьбу, придется что-то менять. Если есть включать план Б, С, короткий. Да, попытка пробить. И вот опять, смотрите, двойка какая интересная. С головы на туловище работает. Руслан очень легко разрывает клинч. Причем совершенно очевидно, что физической мощью Руслан не уступает Мансуру, да, и это тоже становится проблемой для Малачиева, потому что он не может его бороться. И плохой кик. Продолжает отбивать ноги. Мансур тоже отвечает, конечно же. Но уже нет той хлесткости, как в первой пятиминутке. И вот опять, кстати, угловые советуют Руслану работать теми же сериями, что и раньше. Левый показывает голову и мощно пробивать по туловищу под сердце. Получается, что Малачиев вынужден соглашается вот на этот темп, который предлагает Сариев. А Малачиеву надо взвинчивать скорость. И на эту дистанцию Малачиев соглашается, а это ему в высшей степени невыгодно. Он идет назад от более высокорослого соперника, причем он зачастую идет назад по прямой, да. И это, в общем-то, тоже гарант того, что ты, скорее всего, получишь. Вот здесь может получиться. Да, все-таки улучшил момент и прошел. Вкладывает весь корпус как раз середина боя. Если и менять рисунок поединка, то именно сейчас. Да, вот такой момент, что сможет ли удержать, сможет ли доконтролировать в этом положении оппонента Мансура. Идет отработка коленом в бедро. Дальше Казахстан очень хорошо дышит. Да, действительно так. Прекрасно готов функционально. Штомпы. Да, Мансура. Где-то сейчас радуется один Самару Усман, который, безусловно, смотрит нас. И вот здесь коленом в бедро очень мощно, амплитудно пробивает Мансур. Спускается ниже, Малачиев пытается совершить тейкдаун, закрывает замок. Но нет, филигранно просто защищает Руслан. И тут же колено по корпусу. Прошло довольно остро, получилось. И здесь отжимает. И коленом в голову. Но, по-моему, сблокировал под ударом Мансур Малачиев. Еще одна попытка сделать бросок от Мансура. Вот, кстати, из этого положения нельзя Мансуру отпускать соперника ни в коем случае. Если разорвать дистанцию, опять придется долго ловить. Есть перевод. Есть перевод в исполнении Мансура Малачиева. Давай, Мансур. Тейкдаун получается у Мансура. Ну какой важный тейкдаун, да, и вот сейчас необходимо контролировать, бить, не выпускать, демонстрировать максимальную активность, чтобы не подняли. Потому что на дистанции Руслан совершенно точно, мягко говоря, не хуже. Да что в греха таить, он набрал совершенно точно больше очков, находясь в стойке. И именно поэтому сейчас Малачиеву нужно не просто контролировать соперника, нужно активно работать. Вячеслав Киселев внимателен, пока не делает предупреждений. И попытка, да, вот так О, давай. Шаг набирает Мансур. И Есть захват, хороший захват. Давай. И пошло удушение. Давай, Мансурчик, давай. Все, победа. Победа блистательная. Хорош. Вот это Сейчас последний бой, ребята, Фаридун Удилов. Здесь просто как хищник, как Кошмар, бык. ладно. Вцепился в соперника и в шоке находится Руслан Сариев. Все было в его руках, да, потому что он вел поединок, но как зарешал Мансур Малачиев. Звук уберем, музыка. И поражение, первое поражение.
12:00 рафти сабо. Бах Ҷалолов дурунда. Қад баландай ки қад пастай. Удобный. Раз қапиду ана захват партов. Почашка ты X кат и все. Все, он уснул, как говорится. Так, музыка все еще играет. Ну все, ребята, ждем последний бой. Фаридун Удилов. Ради чего ждали столько часов? Ради Фаридуна Удилова. Таджикистан вперед. Есть победители, есть побежденные. И именно за это мы любим смешанное единоборство. Шамиль Заморов, кстати, уже Шок, в шоке. вместе с поясом. Да, музыка все еще играет. Фаридун Адилов. Итак, дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 24 секунды третьего раунда. Удушающим приемом одержал победу и, оставаясь не знающим поражений, стал новым чемпионом Лиги имени России на величайшем весе Мансур Балмачиев! Титул. Молодчева с этим успехом, но кто знает, может в этой истории еще не все сказано и будет реванш. Шамиль Заморов. И памятное фото с командой. Обязательное фото на память, и сейчас новоиспеченный чемпион должен поделиться эмоциями. Здесь есть... Дана White Eagle. Шамиль Заморов. Алхамдулилля. Аллаху за все, что он дает. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Хочу спасибо сказать моему клубу Universal Fighter, всем тренерам, спарринг-партнерам и всем, кто помог советами, финансово и так далее. Мой главный тренер Расул Магомедалиев, он сам тоже является великим тренером Абдулманап Хамир Магомедов ученик. Спасибо и всем Расулу, также Шамилю Абдуллаеву, также представителю Universal Fighter Нурмухаммаду и Мураду Мирзагаджиеву. Также хочу выразить благодарность организатору за то, что дали мне шанс провести. Также спасибо всем болельщикам и кто поддерживал. Всем, кто сюда приехал меня поддержать. Моему селу зовут Миад Ли, тоже Баркал. Я знаю, они тоже искренне болеют. Эту победу я хочу посвятить моему клубу Universal Fighter. А этот пояс я посвящаю старший. Это для тебя. Только вперед, Universal Fighter. Спасибо. Мансур Балмачиев! А теперь Фаридун Удилов.
Казахбай террорист удохи. Нет. Бой. Ну, вы нормально задействовали. Что? Попадать когда? И теперь главный бой вечера. Лужники, Вот так выглядит Москва. настоящий дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Очень красивый комплекс, где собрался народ не только чтобы посмотреть на бойцов и на бои, но и на известных личностей, таких как Георгий Джики, капитан Спартака, вице-капитан, а иногда и капитан сборной России, звезда нашего футбола Мария Орзул, Дмитрий Шняпедрев. Да, дорогие друзья, мы продолжаем. Георгий, до вас тут был Андрей Кириленко, которого мы пытали, в каких он отношениях находится с Хабибом. Ваши отношения знает, мне кажется, вся Россия, потому что часто вы друг друга как-то комментируете, постите в Инстаграме. Я так понимаю, что вы близкие, хорошие друзья. Да, мы недавно подружились, познакомились, вот, и довольно-таки хорошо общаемся, да. И с удовольствием вчера прилетел со сборов и получил приглашение от Хабиба сегодня посетить данное мероприятие, поэтому с удовольствием приехал. А кто был инициатором знакомства? Интересно. Как это вообще происходит у звезд? Ну, у нас Георгий в личку написал в Инстаграме, наверное, Хабибу. Нет, Как это обычно бывает. Ну, у нас много очень знакомых общих, близких, вот, поэтому давно планировалось это все. Понятное дело, что Хабиб был занятой, очень и не было подходящего времени встретиться, но получилось так, что его график немного стал легче, и мы встретились, вот, и сейчас как раз и в Дубае тоже виделись хорошие, да, чтобы сыграть большую игру, поэтому... Я сыграл за Реал, вы согласитесь, Георгий? Ну, Я сыграл за Реал, вы согласитесь, Георгий? ну, Да. Короткое замыкание, ребята, сори. Может быть, видели какие-то предыдущие бои? честно, нет. Короткое замыкание было. Пускай пойти сесть и Но посмотреть. зато мы успели, восстановили все. За титул бой, да, как я знаю, поэтому... Дальше смотрим. И за будущий бой. Ну видите, какая история? Это та самая классика, когда борец против ударника. Вам какой стиль? Хорошо, что восстановили. Я задал этот вопрос, но самое главное для меня это, конечно же, посмотреть хороший, интересный бой. И самое главное, чтобы у ребят было меньше травм, потому что когда я смотрю... 2 часа эфира и под конец короткое замыкание, да? Там мы обращаем внимание на колени, на ноги бойцов, и они просто там за 3-4 минуты просто отекают, синеют, поэтому это, для меня это очень болезненно. Георгий, последнее. Где промыс? Скоро, надеюсь. Спасибо большое. Спасибо большое. Футболу Георгий Джики был сегодня на студии. Слово Александру Загорскому. Последний бой, ребята, Фаридун Одилов. Таджикистан. Лапеш. Короткое замыкание. Хариб подводил. Дамы и господа, зрители на трибунах, миллионы фанатов боев по всему мире. Время главного боя! Ваше внимание на экран. Вызов туда был. Фаридуну. Победитель GFC Бромада Будко. Лига GFC грифтов. Kademin katı. Ay hani bu hep kaçta girer anlatayım. Bu şampiyonlar Очень серьезный соперник, Фаридун Адилов. Парень опытный, мы хорошо поставлена борьба, физически с ним готовимся, все зависит от нашей подготовки. Я Адилов Фаридун, Терминатор. я представляю клуб Ахмат Таджикистан Тембайонов. Прошлый год был сложным для всех, в том числе и для бойцов. Но несмотря на это, мы смогли закончить его успешно. Наши спортсмены завоевали 3 пояса в разных весовых категориях. Титулы GFC гриф.
И вызов Фартов Калинин догубил. Тут Артем, я думаю, проиграет по скорости. Если выиграет этот бой, у нас двух выиграло, это очень большой шаг будет для меня. Главное, надо правильно подходить к бою, а остальное все от Всевышнего. Я думаю, что бой будет все прям 5 раундовый и очень тяжелый будет. Прям у нас будет легко серьезно. Все это выяснится 9 февраля в октагоне. Таджикистан, Бакеш. Таджикистан Бакеш, давай, Фаридунчик. Я думаю, шансы есть, если слабые в сторону соперника. В принципе, вот нам знаком представитель нашего клуба Давид Бладун был с ним уже подрался, была ничья. Тогда мне додрались вообще четко. Да. Я даже не думал, что я с ним подрался. Очень подустал в третьем раунде, а так первый, второй раунд я выиграл. Молодец, Буридон, все-таки на характере ведет этот бой, вырывает концовку. Мечта любого спортсмена завоевать пояс, радовать своих родителей, свой народ, своих братьев. Ну, Адилов заслужил, он побеждает, он в GFC побеждал, в UFC сейчас начал выступать. Калинин хороший, крепкий, очень боец. Это интересно. У того другого аудитория есть. А что ты думаешь об этом противостоянии? Соперника у Сереги не знаю, не видел, но много слушал по нему. Говорят, сильный боец, хороший. То, что Сереге надо готовить. Готовит меня Анатолий Токов, Артем Фролов, Анатолий Токов. Евгений Володский. В принципе, шло практически по плану. Как бы схема уже отработана. Единственный, конечно, раундовый бой. Это титульный бой, 5 раундов по 5 минут. Это для нас тоже трамплин, как бы, чтобы подниматься вверх. Все мы хотели туда попасть. Она меня за ногу. Один хочет попасть в Беллатор, Пойдем один изучим. хочет попасть в UFC. Она меня за штандарт. Аббас. Ну, дальше двигается на двигатель. Главный Хамек за штаны. Сергей Калинин встретится с терминатором из Таджикистана. Терминатор, давай! Попишь. Боят за нами. Кто навяжет свой стиль боя, тот и победит. Боят за нами, боят и кровь из нос боят за нами. Мама, Туджику ждем. Давай, Туджику, попишь. Jak on kazde, hem dobra zadanie. Dela! Давай, терминатор, байрақ Таджикистан алды. Байумов, бача рафтин. Боят зана, и боят зана. Ама, бача поддержка.
Фаридун Апеш. Начинал заниматься единоборствами с вольной борьбы, известен тем, что в октябре 2019 года бросил вызов сразу 3 чемпионам GFC Магомеду Малатову, Ринату Фахретдинову и Олегу Оленичеву. В итоге ни один вызов так и не принял. Обладатель чемпионского пояса из России, встречайте! Обладатель чемпионского пояса. Пояс Шабуат Левой Калини. Обладатель чемпионского пояса. Ведь 2 соат боя ҳамахи тамошо кардем, акане охиронаш бача хеста тамошо кардастем, касе боя гӯш кардастем. Шумо дар гап нест 2251 одам. От души всем уважуха, респект. Федор Тим, команда Федор Тим, да, че? Готовился у себя дома под руководством Александра Мечкова, в том числе работал с братьями Токовыми и с Алексеем Невзоровым, который сегодня будет секундировать Сергея. Всего 6 побед и 1 поражение. Удалось дозвониться буквально вчера с Александром Васильевичем Мечковым. И Лига Экзара уже дальше предложение начала, да? Может UFC, может Беллатор дальше. Возможно, интервью ждали Бувку, Бадяньев. Возможно, подумаешь, ну и всегда можно подписать. Возможно. Это интересно точно. Но важнее победа Фаридуна Ганда важнее. Давай, отключай музыку, а я громче сделаю звук. Судьи у клетки. Олег Бессуднов и Виктория Ветрова. Ваш судья хронометрист Иван Юрьевич. И со звуком сирены рефери в октагоне Максим Ратата. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире в прямом эфире с арены Дворца гимнастики Ирины Винер-Успановой на телеканале Матч ТВ. Главный бой вечера — финал! Претендента в синем углу клетки. Ему 28 лет, его вес 83 и 80 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед, 2 поражения. Душанбе, Таджикистан. Таджикистан и Байонов Тим из Душанбе. Таджикистан, претендент на титул Фото Фаридун Терминатор.
расовой бутылки, обладатель чемпионского пояса. Ему Гира 23 пояса. года, вес 83,5 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед и полтора поражения. Дамы и господа, Старый ускал, чемпион Александр Невский, старый оскол Россия, действующий чемпион UFC в среднем весе. Приветствуйте, Сергей Калинин! Давай, поехали. Бойцы Кирилла. Парни, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем команды. Фаридун Бакпыш. Это Eagle FC-33, титульный бой в средней весовой категории. Чемпион Сергей Калинин против претендента Фаридуна Адилова. Но Фаридун является чемпионом полутяжелого весе и сегодня имеет неблагие шансы стать двойным чемпионом организации. Итак, смотрим в красном углу Сергей, Фаридун в синем. Сергей активно перемещается на старте. Так, правда, несколько сумбурно пока выглядит его действие, но неплохо. Выстреливает с передней ноги, лоу-кик по внутренней стороне бедра. Да, очень много перемещений, не так много ударов. Як там Фаридун? Посмотрим, как быстро он к ней прибегнет. Старается раскачивать, прям очень активно раскачивает соперника Сергей. Да, никакого преимущества с точки зрения габаритов у Адилова нет. Да, так, мягко говоря, нестандартно выглядит перемещение Сергея. Какой-то Просто дерганый, как Фаридун, без каких-либо активных попыток перевести борьбу или просто нанести удар. Ждет своего Вай, момента. маню, какой-то Халил. Вай, хорошо. Очень много финтов, много уловок, очень суетится, мне кажется, Сергей. Прям вот столько желаний у него выступить получше, Суетиться, когда стоишь, нанести удар помощнее. Надо чуть-чуть успокоиться, выдохнуть. Но понятно волнение, да, все-таки это титульный бой. Да, очень важно не перегореть, в конце концов, это уже защита титула. Боковой удар. Очень удачно почувствовал его коллеги. Просто Фаридун сверлит взглядом Сергея. Да, и необходимо немного успокоить Сергея, ему всего 22 года. Но тут, знаете, Алексей, тут надо либо пропустить, либо попасть. Да, и тогда боя, давай. бой на этом закончится. Да, есть такая категория бойцов, которые или удары не просыпаются. Да, так называемые слоу-стартеры. Но опять же, да, здесь маленькие перчатки, и один удар может все изменить. Не доходит до. Но опять же, дистанция длинная, поэтому времени на то, чтобы освоиться, почувствовать себя и соперника в клетке более чем достаточно. Опять же, да, другой момент. Главное, чтобы это волнение не сказалось функционально, потому что мы знаем, если человек нервничает, если он горит, если эмоции перехлестывают, это очень серьезно влияет на функционал. А этого бы не хотелось. Промахивается. В старом Осколе такие спарринг-партнеры и такая функциональная подготовка. Это правда, это правда. Опять же, Анатолий Токов, один из сильнейших средневесов нашей страны, Опять же, также работал с Калининым. Алексей, спарринг-партнеры — это спарринг-партнеры. Бой — это совершенно иное. Вот не спорю. Продолжает поджимать Фаридун и маневрирует по клетке, движется вокруг соперника. Сергей. Да, 3 минуты уже позади, не так много активных действий, а нерв чувствуется. Вот пытается Сергей. Дорож не доходит. такую атаку, но если ждешь, что надо контратаковать, и ты для чего-то вынуждаешь его идти вперед, значит, соответственно, нужно ловить. Переворота от Адилова. Пытается пробивать по корпусу Сергей Калинин. Никуда не спешит Фаридун Адилов. Просто спокойно работает и ждет своего момента. Опять же, для чего? Для того, чтобы провести разящую атаку в стойке или же моментально сократить дистанцию и перейти в борьбу. Да, возможно, готовит тейкдаун, но в свою очередь Калинин уже несколько раз прицеливался через руку.
Но при всем при этом вот эти лоу-кики, несмотря на всю нервозность и весь сумбур, выглядят вполне себе. В исполнении Сергея. Ну, с точки зрения, наверное, объема и просто выброшенных ударов, небольшое преимущество у Калинина присутствует. Да, потому что, да, конечно, прямо сейчас Фаридун Адилов из себя представляет такой монолит, да, который как танк просто движется за своим соперником, заряжая свои пушки. Но выстрелов-то нет. А вот, пожалуйста, первая очень неплохая серия в исполнении Фаридуна Адилова. Жестко стрелял, причем сразу комбинацией. Правый снизу левый прямой. Кстати, вот интересно, насколько спокойно сейчас Фаридун Адилов выглядит. Да, мы помним, например, его бой с иранцем, когда на взвешивании Фаридун Адилов потолкался с соперником, и причем он сам начал это. То есть он может и шоу устроить, если надо. Попытки пробивает Фаридун. С дальней ноги, причем со смены стойки. Последние секунды и ничего, совершенно ничего не ясно в этом противостоянии. Да, вопросов гораздо больше, чем ответов. И вот здесь неплохая серия в конце раунда и ответ Фаридуна. Пока все. Первый раунд решено. Давай второй раунд. Раз. Вертуха. О. По корпусу удар есть. Чересчур дерганный. Колени, волнение, да, вообще? Эхтет, когда снова. Очень интересно, что от Сергея сейчас угловые потребовали более частой работы, да, то есть более активных атак и более частых атак. Дерганное какое-то. Пока что продолжается очень активное, уже не такое хаотичное и сумбурное перемещение в стойке от Сергея, но я думаю, там успокоили. Чуть-чуть привели в чувство Сергея, все-таки он чемпион, да? Да, и Алексей Невзоров в перерыве так спокойно подошел, даже, наверное, где-то по-отечески положил руку на Калинина, дал советы, внес коррективы, и мы видим, действительно, чуть-чуть подуспокоился Сергей. Да, при всем при том, мы прекрасно знаем, что Сергей умеет драться, он знает, что такое работа в стойке, опять же. Его школа, его спарринг-партнеры, все то, что он прошел со своими друзьями по команде, да, уровень-то есть. И видок по печени от Адилова. Очень плотно, но в защиту, по-моему, он пришелся, там локоток был на месте у Сергея, но, по крайней мере, Сергей стал действовать более активно, более агрессивно и, самое главное, более осмысленно. И поэтому он эпизодически уже работает первым номером, находясь в центре. По-прежнему много перемещений, лоу-кик. Также отвечает Фаридун. Очень интересные финты руками исполняет Сергей Калинин. Никого не напоминает вам, Алексей? Немного угадывается школа Федора Емельяненко. Пошел вперед и вовремя вышел из атаки своей Сергей, потому что была уготована ему плюха справа от Фаридуна Адилова. Очень опасно пробил с передней ноги, но там тоже рука была вовремя подставлена Адиловым. Вот сейчас уже идет такая активная, экстремальная шахмата, я бы сказал. Фаридун работает очень хладнокровно, уверенно. Возможно, пытается как-то подавить психологически еще Сергея. Сразу заливает. Хорошо, по передней ноге через спину атакует Сергей. Сергей очень правильно делает, что все время движется, не останавливается, все время смещается влево, вправо, чуть-чуть назад, в сторону. И, соответственно, таким образом он затрудняет прицеливание Фаридуну Адилову, который явно намерен бить жестко, но одиночными ударами. Вот тут его можно ловить. И самое главное, Адилов собирается именно встречать. Вот хорошо опять, да, раскачивает, напрягает, а Адилов не выдергивается. Хороший лоу-кик.
Да, это действие встречено просто громом аплодисментов со стороны почтеннейшей публики, которая пришла поддержать Адилова сегодня. А еще раз подчеркиваю, два сектора таджикских болельщиков полных. И вот здесь как раз все заработали Конечно, Таджикистан Справа вопрос. здорово он пробил. Да, ногу хорошо отбивает Сергей ногу. И тут же взрывает из своей серии. Очень быстро и мощно, кстати, Фаридун. И вот Есть, борьба. давай. Успешно перейти, нет, неудачно. Хорошо. Неужели? Работает соперника, но вовремя сориентировался и поднимается в стойку. И Давай. Минута 45 до конца, выкручивается. Пошел делать Сергей Калинин. Да, можно пытаться сделать рычаг коленом, но выпускает ногу Сергей, тут же сверху оказывается. Давай, Гардан Шагиров, давай, Фаридунчик. Бой отойдига, есть. Давай. Все, замок капит, замок есть. Замок есть, бачако. О, бача брома. Хари, будки, Фаридун. А бача, удама тарсон, де. Да, конечно, сегодня здесь есть вау, совершенно точно. Браво, ты Продолжается борьба в стойке, но понятно, что парням нужна небольшая перезарядка, перезагрузка батареи, потому что очень активный эпизод, и там оба были в шаге от победы. И уже задышал, по-моему, Адилов. Хорошо, отличная серия, классика кикбоксинга в исполнении Сергея Семен Булаев. Лучше правый снизу, тот самый, которому он опрокинул соперника в предыдущем эпизоде. Кидает уже с правой руки Фаридун. Согласен с вами, Алексей, что Фаридун действительно сейчас восстанавливает дыхание. Очевидно, что затрачено на определенное количество сил в предыдущем эпизоде. Судьи все будут учитывать, и то, как Сергей ушел от этого приема, и как пробил апперкот. Здесь попадание силовой. Это не жрет, простите, а правый прямой. Шикарный второй раунд, мы с вами наблюдаем еще один локти. Передней ноги тот же, право-боковой проводит хороший удар, правый снизу еще добавляет Сергей. Хари, не, безе, зашел. Хари, вазиат, безе, бде. Хари, мира. Ek хайрат кап. Вайбе, о, бача вайбе. Хари, будки. Ай так, о, бача. Вовремя хапича вайбе. Анаja quvvat shinamas. Вай восстановить. Ваня юга автодейш. Выдался просто на загляденье. Давай, Фардун. А впереди еще 15 минут, теоретически. Да, но судя по тому, как они работают, они не горят желанием доводить дело до судейского решения. И погнали! Джеб туловища в исполнении Фаридуна. Сергей, вот это насколько увереннее он стал работать по сравнению с первым раундом, да, насколько появилась скорость, сразу жесткость появилась в его ударах. И при этом он не останавливается на ногах, все время смещается. Хорошо, отлично, лоу-кик. А причем такой очень неприятный, опять же, область коленной чашечки чуть ниже. В центре по-прежнему находится Фаридун Адилов, достает соперника по корпусу. Но в борьбу не идет Ганчес, нет, не решился его выбрасывать. Там Сергей все видел, он грамотно уже смещался и перекрывался, попытка пробить ногой в голову. В исполнении Адилова, опять же, блок на месте у Сергея. Поджал, готовит встречу левым
бы кому-то помочь. Сейчас Париду Надилов, нужно это учитывать обязательно, Сергеев. И что интересно, пока не предпринимает попыток идти в борьбу Париду Надилов. Вот, Да, Сергей хорошо бьет, отбивает, ноги забирает, бедра вчистую. очень хорошая работа по ногам от Сергея, которая, безусловно, еще замедлит Париду Надилова. Лишит его подвижности и измотает еще больше. И опять на смещении. Да, это плечо. Вот, этот левый боковой, по-моему, наиболее опасный удар в исполнении Париду Надилова. Это текущий момент, и Сергей нужно держать правую руку повыше. Да, уверенно, в реакции. Сергей Калинин, левый сбоку, мимо цели. Каждый удар нацелен на то, чтобы оторвать. Хорошо провалил. Есть. Давай, есть, давай. Давай. Рычаг. Колено неудачно. Тяжелое положение Сергея Калинина перекрывает сон. Пытается выйти, но в прошлый раз получилось. Надо разворачиваться, нет контроля. Собирает тоже Сергей Разворот. Легко сваливает соперника и вырывается из этого захвата. Сергей опять не жалеет. Весовой дивизион до 84 килограммов. Да, физически уже Идет что-то вперед, опять как не забавки, И ни в коем случае Сергею нельзя останавливаться. Надо двигаться все время и не забывать опять же отрабатывать по ноге. Вот так, да. Алюминиум талантливый. Удар от Адилова. Давай, дальше, давай. Есть хорошая Давай, попытка так, Париду Надилова. Давай. Очень опасен. Все еще в стойке, очень опасен, несмотря на то, что казалось бы, да, парни уже поднаелись. Еще одна неплохая двоечка в исполнении Сергея. Тут же нога в голову летит заблокирована. Сергей начал действовать в энергосберегающем режиме. Впереди чемпионский раунд, Алексей. И опаснейший удар, как подныривает. Друзья, гонка конкретно мезна мехал. Есть опасность пропустить такой удар. Разбит нос у Калинина. И, конечно же, безусловно, будет чинить дополнительные препятствия. Дыхание поменял стойку ненадолго передон. Хороший удар в ногу от Адилова, кстати. Еще один раунд. И Сергей, тут же ногу забирает Париду Надилова. Есть. Еще тейкдаун. Хорошо. Заново. Все. Ами раунды играли. Внимательно наблюдает за этой борьбой, вообще за этим боем. Другой именитый среди с этой стороны, Магомед Исмаилов, здесь же он находится. Да, здесь же, кстати, присутствует Вячеслав Василевский тоже. Пише и Хорошо Чамбуй. локоть вставляет. Сергей Калинин. Ой, Махачкале, статуя, Пытается тоже пробивать локтями, но здорово вяжет опять оппонента. Сергей не позволяет работать. Очень грамотная защита от Сергея. Здорово реагирует ударом плечами. Блокирует руки соперника. 35 секунд до конца третьего раунда. Резкая борьба. Фридон сохраняет практически тотальный контроль, но выбрасывает не так много ударов. Москва даже если вес Эшпиль, этой пятиминутки остается за ним. Закрывает треугольник. Закрывал, точнее, на корпусе и продолжает туда вставать локти. Париду Обязано. прекратит оппоненту. Рассечение. Треугольник нет, разрывает захват Паридун. Фаридун и Рус обязаны за... Убираем звук. Болуш вырмал, слушай. Хариб, типа, не Anca uspedna. Barbaş sahna budasık. Barba ekan avay qat'iy qazoq zad ku. Hamid qapit, всё. Fakat hani kapit.
замок айвай сар айвай дига гирифтан нест. И чорум раунду зид ба фикрам ки бензинаш тамом мешавад. Аки? Фаридун давай газ кати рафти. В этом противостоянии чемпионские 10 минут. Посмотрел еще раз в угол Сергей Калинин. Четкий был совершенно показ. Классическая боксерская связка. Начал лакет. Давай, чорум Левой раунду. прямой показываешь, съезд и тут же повторная атака. Вот это, кстати, тоже может сработать, учитывая то, что довольно плотно на ногах стоит Фаридун, и можно на этом его обыграть, потому что еще Адилов, как правило, использует одиночные силовые удары встречные. Вот тут можно растаскать на ногах. Неплохо по туловищу, ногой левой по Я ударил тоджики замша. Они продолжат свою атаку. Летит через руку и добавляет тоже по печени уже Калинин. Чистый удар сейчас проходит у Сергея хорошо в ногу. Почему-то совершенно забыл Сергей про свои апперкоты, которые, на мой взгляд, таили наибольшую опасность. Но вот это решил Вот так, чё. он больше не показал, не попадать. Вот чё. Давай, Фаридун. Тупсик шанакаш. Давай, Мироша, я горячая. И вот здесь опять кувырком пытался выйти из этого положения Сергей, но... И забирает позицию Фаридун Адилов. Очень много времени еще впереди. Да, ошибку допустил, конечно, финишу Сергей. И полный маунт от Фаридуна Адилова. Полный маунт, давай, дай зам. Зам, хват. И. Сергей, надо подниматься, не дает этого сделать. Ох, дорожно. Удар в защиту ногой. Самое главное, что спортсмены, ну да, как еще одна попытка прохода от Адилова. Вроде бы неплохо. Давай, Фаридун, факат тейкдаун. Я стойка, да, можешь руку. Кардан забрал. В сумасшедшем темпе просто работает Фаридун. О, давай. Бежит, бивай, там бежит. Тохар. И тамом. Фаридунчи гапт надорум. Победа. Чихи. Сахти бачхи. Тоджикистон ба пеш. Я бусай тоджики. Ну, опять же, Алексей, мы говорим с вами, Я салют дам. Хорош, Тоджикистон ба пеш. Кани байрак. да, они выровнялись, да, потому что Зулкарники, да, гапышность. Чёткий капик. Тоджикистон Бапеш. Хорош, Фаридун. Ганда капи. Байби. Айтайкаш ганда капи. Ого. Байби толху. Сахти ба. О. Ва. Дазвонш бро. Вес хватишка тоджики. Вот он, Таджикистан. Молодец, Хан Табза Фаридун. Были шансы у Сергея в этом бою, очевидные, однозначно, но он не смог их в полной мере. Юрий в чемпионский пояс, Калинин чемпионы, В этом вся разница, друзья. Да, с холодной головой действовал Фаридун. С первой до последней секунды в этом поединке. Хорошо. Очень нацеленно, где-то монотонно поддавливал, притаптывал все время. Ай, кадом положению было модель. Подключил свою борьбу Фаридун Адилов. Ай, кадом положение было модель. Во втором О, раунде Абиб. Сергей был на грани
Хорош. Аммо инами Фаридун даку бояд любой чемпионат Узбекистана. Ях хона теша, мошин теша, любой теша. Рефери поединка Максим Протасов остановил бой через 2 минуты и 10 секунд 4-го раунда. Удушающим приемом одержал победу Чемпионский бритники. Новый чемпион. Опа, пояса Хабиб Метиарев. Фаридун Аделов, новый чемпион Eagle Fighting Championship, принимает поздравления в том числе. Камдо табзане. Фаридун. Сумасшедший по нокауту получился турнир. Хорош. 33 Павлиша Водин в 2021 году. Бача Тоджикистон ехали. Ана куку бояд анами намуда Тоджикистонда ганда бояд развивать кунад. Вот он чемпион, а бача кичидар курайна, ина чемпион. чемпиону терминатор Фаридун Аделов. Обязательно фотография на память. Сейчас слова победителя слушаем. Ваша поддержка мне. Ай, спасибо всем. В первую очередь хочу сказать Хабибу Нурмагомедову спасибо за предоставленную возможность биться за пояс. И спасибо моему сопернику. Сергей, спасибо, брат. Я вообще не ожидал. Спасибо. Всем спасибо в первую очередь. Акай Окунай, Чабот, Шалай Далей, Акай Далей. Хама Акаода Кидабар Моса, Акай Сайдалей, Бахтам, Бобошка, Бобожан. Хама Шмода, Казаки Дабар Мобил, Хазор Рахмат. Муанда бар ихтем Фаридун. Смотрите! Рахмат Салам. Спасибо всем. Еще раз, если я забыл кого-нибудь, извиняюсь. Спасибо. Тимур, брат. Лео, спасибо, брат. За все. В первую очередь, брат. Я вот хотел... Ама спонсору да рахматов Вот тесте. неделю назад у меня умер тренер. Мулабой Урмамбой Малин. Джото Джанна Шават, этот поезд ваш. Потому что вы с детства меня растили. Спасибо вам. Баджан. Таджикистан. Бапеш. Хотим сказать Хабибу спасибо. Анами чиза уже лишние. Такой грандиозный турнир у нас в Таджикистане. Спасибо вам. Эх, хилиш беду на чего. Добрый вечер, салам алейкум всем. Приветствую всех. Поздравляю, очень хорошие бои были. И комен ивент, и мен ивент. Серега очень хорошо побился. Вернешься сильнее, Сергей. Поздравляю Фаридуна. Я хотел бы сказать, что на этот год у нас еще 11 турниров запланировано. И на август месяц, скорее всего, наверное, если Фаридун будет готов, пускай защитит этот титул у себя дома в Душанбе. Поздравляю вас всех. Это был главный бой турнира EFC 33, но это еще не все. Впереди вас ждет студия Матч ТВ, ну а телезрители телеканала Матч Боец могут увидеть еще два поединка. Поздравляю, это был потрясающий бой, завершающий бой, настоящий чемпионский, настоящий схватка. Да, я более того скажу, что чемпион главный, который только есть, у нас прямо здесь, это Хабиб Нурмагомедов. Вот так, гарнитуру, пожалуйста, прямо в кадре, прямо в эфире. Готовы мы обеспечить, имеем. Это прямой эфир. Это прямой эфир, вам же не привыкать, Хабиб. Ну что, хочется вас поздравить, довольны ли вы турниром в целом? Как все прошло? Смотрите, турнир прошел очень хорошо, вы сами видели, Гаджига Баданов, такой бой они закатили. И мне очень понравился комен ивент, где Сари против Сари
против Малачева. Малачева. Меня уже голова уже. И вот главный бой, вы сами видели, какой интересный. Вот мне очень понравились бои. Но я думаю, что уже завтра Фаридун Адилов уже проснется в роли суперзвезды, так скажем, у себя дома и в роли такой звезды у нас в России. Как я вам и говорил до боя. Если бы вы слышали, что здесь происходит на трибунах, когда Фаридун Адилов выходил, дворец просто взорвался. Ну, конечно, это Таджикистан. Да, еще такой момент был, нам разрешили только 2000 билетов продать в связи с пандемией. Я представляю, что было бы, если мы полную арену смогли бы продать. Я думаю, что здесь этот аншлаг на другом уровне был бы. Это пару эпизодов, пару деталей. Очень интересный получился финиш в бое Мачиева и И Саиева. я вам Кстати, халил дышающий. по поводу вашего прогноза. Помните насчет Сариева? Джимидан Не буду вас Атомис. спрашивать перед тем, как ставки делать. Халил Коша блокировка карты, Аганша Хаки. Вабача травма награю. Очень наравне они шли, один раунд выиграл, другой раунд выиграл. И вы сами видели вот этот болевой, который сделал, да, Малачев, но это и принесло ему победу. Рабаданов, Малачев и Удилев. Да, очень интересное исполнение, и как мы поняли, видимо, как раз таки вот этот перевод в партер, потому что изначально он собирался стойки делать, да, и был решающий. Нет, перевод он был, потому что он уже взял его шею. Салиеву надо было как-то выходить, захватывать, он, выходя захватывал, они попали в партер, там, где он и Малачев закончил. У Салиева были шансы какие-то выйти из этого захвата? Но были, и пока ты не перешел уже в партер, надо было уже пока ты в стойке, надо было перекручиваться, а не переходить в партер и перекручиваться. Но это так, технические детали. Вот как раз мы готовы сейчас показать тот эпизод, он действительно получился очень сочным. Еще раз смотрим. Это уже... Ай, кадом ситуация была, дейвайби, галтит, магу в том, аки тамом. Анажада опыти, не опытный роль музыка, балки опытный боец мебутку, мизанезад майк мекен. Когда не упал Фаридун, вот 2 раза у него был шанс победить. Это говорится о том, что соперники они были очень достойными. В чем ошибка здесь была, Хабиб? Потому что вот схожий прием с тем, который был у Малачева. Ну, как таковой ошибки не было. Просто как я профессионал, я просто увидел, что Калинин устал. Более физически подготовлен к этому бою оказался Фаридун Адилов. Адилов действительно показал очень яркий, очень красивый, очень мощный бой. Что дальше? Какое будущее у этого бойца? Как вы думаете? Ну, у нас 11 турниров в этом году еще, и один из турниров пойдет на родине Адилова. Мы хотели бы провести, чтобы он провел там защиту своего титула. Это будет август месяц. Я думаю, будет достаточно времени подготовиться. Когда будет этот турнир, то есть уже... В августе мы проводим, скоро мы подтвердим официально. Таджикистан, Сделать большой Бакеш. турнир в городе Душанбе. Вы сами видите, сколько болельщиков у них. И они очень сильно хотят, чтобы мы там пришли с лиги. Нам еще повезло, что участвовал таджиков чемпион, и он может защищать свой пояс у себя на родине. То есть, получается, это тоже у вашего промоушена такая тактика, разные территории захватывать, везде турниры Но проводить. не сказал бы, что тактика так и правильно делать. Но смотрите, если я, например, чемпион UFC, да, у меня мечта была подраться в России, защитить титул у себя на родине перед своими болельщиками. Но не получилось, да, так скажем. Так что такую возможность мы можем предоставить Фаридуну. И не получится, Хабиб? Не получится же больше? Думаю, что мы посмотрим. Если вы насчет меня, я думаю, что Насчет вас, да. насчет меня нет. UFC 34, где пройдет, уже понятно? Да, понятно, это следующий турнир в середине марта, это будет в Краснодаре. Хабиб, спасибо вам огромное. Я считаю, что вы огромные молодцы, потому что это действительно очень красиво, очень профессионально. Не так много людей, но зато они очень шумно, очень поддерживающие Большое своих спасибо, бойцов. Матч ТВ. Ну, конечно, это шум кто создал? Таджики. Большое спасибо, вы помогаете нам показывать наших бойцов и тем самым делаете из них там звезд, там, чемпионов там, и так далее. Вам тоже большое спасибо. И большое спасибо Дмитрию Шнекину за сегодняшнюю работу. Это было здорово. И Мария Урзул, это был 33-й турнир Eagle Fighting Championship здесь из дворца гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Спасибо вам за внимание. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Ну что, ребята, всем спасибо, кто смотрел эфир. Бачако хамматанда рахмат. Тоджикистон ба пеш. Фаридун Удилов красавчик. Эфири навбатира интизор шавен. Дальше, кому интересно, могу каждую неделю показывать такие бои по каналу.
По телеку, короче, на своем канале. Еще раз всем спасибо от души, до новых выпусков.